Все, началось. В эфире. Вы в эфире. Добрый вечер, друзья, если мы в эфире, но пока с нами никого нет. Не туда. Добрый вечер, Лена. Маруся, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте всем. Спроси, хорошо ли слышно? Так, кто со мной в эфире? Хорошо ли меня слышно? Слышно хорошо. Угу. Так. Пока подождем, пока они не подойдут еще. Вроде бы смотрят 10, но никто еще в эфир не вышел, как говорится. Так, по-моему, Маруся, вы новая подписчица, если я не ошибаюсь. Ой, только я у вас хотела спросить, как у вас дела. Так, Чечня, Дойчланд, ассаламу алейкум, добрый вечер, ва алейкум ассалам, добрый вечер, Али Арцханов, добрый вечер, Лейла, добрый вечер, Али. Алена, Ростов, Лейла, здравствуйте, Ростов приветствует вас. Алена, добрый вечер. И вам привет с Ингушетии. Юля, Россия, здравствуйте, Лейла, Москва на связи, видим и слышим. Добрый вечер, Юлия, спасибо, что вышли на связь, все друзья, спасибо вам. Так, Чечня, Дойчланд, как у вас дела, как вы поживаете? Алхамдулилlah, хорошо. Фатима Пугоева, дал сердик хейлха, дукяхел. Хахел сердик, добрый вечер. Зорти Гадабошева, привет, привет. Ой, Халид Бештоев, добрый вечер. Я вчера готовила халву, желудок болит. Ошибся при готовке, сахар много добавил. Надо было по рецепту тогда. Так, Татьяна Шарина, добрый вечер, Лила, хорошего настроения. Спасибо всем, добрый вечер, Татьяна. Всем добрый вечер, друзья. Спасибо, что вышли ко мне на эфир. Как у вас, у всех дела? У меня ничего, нормально, так, потихонечку. Сегодня, правда, бездельничала, если честно, ничего не снимала, ничего не делала. Такой у меня сегодня разгрузочный день. Обычно я его делаю себе как-то спонтанно делаю. Погода еще сегодня была такая, знаете, холодненькая у нас. Халид, да что в следующий раз может получится. Получится, Халид. Я же там написала в описании, сколько нужно сахара, сколько нужно масла. И надо на медленном огне очень долго-долго его мешать. Может быть, ты не прожарила его хорошо. Минут 40, даже больше. Я вчера уже потом только догадалась, что надо все-таки засечь время, в течение какого времени я его делала. Так, Юлия, Россия, ой, чуть не забыла, Ибрагим, привет. Он вышел, правда, сейчас? Зорти Гадабошева, машаллах, как приятно вас слышать, очень приятно на вас смотреть. Так, спасибо. Диария Асхонха, Зортик, спасибо. Халид Бештоев, я не умею читать на русском, ух ты. Жалко. Ну ничего, я же произношу, что мне говорят. И что я говорю, наверное, ну вот так же понимаете, если читать не умеете. Татьяна Шарина. Лейла, у вас за спиной стоят башни сторожевые. Вы сами делаете? Нет, у нас такой умелец есть в селе. Как раз он был недавно у меня со мной на связи, Али Арцханов. У меня реклама его есть даже. Правда, он не просил рекламировать, но я его прорекламировала. Он делает вот такие вот башни.
И он мне подарил. 2 башни он подарил, а 3-ю я купила сама у него. Так, Мариам Евло. Мне очень понравилось, как вы картошку пожарили. Любовь Масленникова. Самого доброго вечера, Лейла, и всем подписчикам ее канала. Спасибо большое, Любовь. Огромное спасибо. А вы знаете, вот вроде бы картошку я просто так жарила, как обычно, но действительно, даже соседка моя мне на WhatsApp говорит: Я тебя убью, я так картошку захотела жареную». И много писали, что мы сегодня пожарили, мы сегодня пожарили. Вообще-то я давно ее не жарила. Ай, вот так вот. Чем проще рецепт, наверное, тем даже лучше. Так, Халид Бештоев. Ну, тогда получается, в следующий раз запах был очень приятный, вкус был очень хороший, только сладковато было. Так, Лайла, да, по-моему, привет из Алматы, Казахстан, добрый вечер. Ну, если на полкилограмма масла добавишь полкилограмма сахара, то она не бывает сладкая, Халид. Не знаю, вчера вот мои, которые ели, говорили, в меру сладкая, нормальная. Я сама не люблю очень сладкое. Может быть, я просто не взвешивал. Ничего, несколько раз делаешь, научишься. Это не сразу приходит. Так, Мадина Яндиева. Привет, привет, Мадина. Я сегодня девочку ждала, ты ее не завезла. Это дочка моя на связи. Она куколку свою оставила, я куколку вынесла. Думаю, если начнет реветь, покажу куколку, успокоится. А они потом мне звонят: мама, мы сегодня не заведем ее. Затишье. Как у вас у всех дела, друзья? Чем вы там заняты? Очень хорошо камеру установила. Да я уже полчаса мучаюсь с этой камерой. Не я мучаюсь, а Ибрашку заставляла. Так, мне сегодня сказали, чтобы я его не называла Ибрашкой, так что Ибрагим занимался. Так, Софья Мавропала, что ли? Добрый вечер от гречанки с Германии. Всех благ вам и вашей семье. Так, Софья, наверное, да, если я неправильно назвала вас, извините меня, конечно. Добрый вечер. Так, Зульфия Барахоева, наша любимая тетя Лейла. Спасибо, Зульфия. Халид Бештоев. Соседи тоже кушали, запах очень приятный был. Так, Мариам Евло. На зиму какие салаты вы делали? Так, Арко, здравствуйте, Лейла. Вы Яндиева, да? Ну, я замужем за Яндиевых. На зиму салаты какие я делала? Ну, такой микс-салат. Я делала салат из свеклы. Потом, что я еще лечо я делала. Фаршированные перцы делала с 3 начинками. Потом делала баклажаны по-корейски. И что я еще делала? Я уже даже не помню, что я делала. Мадина Индиева, вспомни, что я там еще делала. Так, очень приятно, спасибо. Арка. Как раз у меня на завтра, ну не на завтра, а вообще заказ 20 банок фаршированного перца. Если смогу, завтра поеду, буду покупать помидоры. Не знаю, если они недорогие, конечно. Татьяна Шарина. Лила, скажи, сколько килограмма масла топленого входит в 3-литровую банку? В 3-литровую банку, по-моему, 3500, если я не ошибаюсь. Там больше 3 килограмм вмещается. Где-то 3, точно не могу вам сказать, но что больше 3 килограмм, это стопудово. Где-то 3500, 3400. Точно не могу сказать. Так, Жанара Макабаевна. Да-да. Добрый вечер. Поздравьте меня с днем рождения. Ой, Жанара, поздравляю вас. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в личной жизни и во всей жизни, чтобы вы никогда не знали горя. Так, Белла Шабанова. Ой, ну, наконец-то я попала на ваш эфир. Добрый вечер, дорогая Лейлуся. Всех благ вам, здоровья, маме и сыновьям. Люблю ваш канал, смотрю с удовольствием. Салам из Дагестана. Белочка, мне тоже очень приятно. Белла мне пишет такие комментарии, друзья. Ни одно мое видео не проходит без ее комментария, и мне очень приятно даже. Вот. Хотя мне все пишите хорошие комментарии, друзья. Спасибо, Белла, огромное спасибо. Так, Мадина, поздравь ее на ингушском языке. Ух ты, это для меня немного сложновато.
Так, Мадина, напиши, как Жанара же была, да? Да, Жанара. Она же меня не поймет все равно. Далдыяк Жанара, если так нужно, если на ингушском. Так, Зурти Гадаборша, вы можете передать привет моим деткам Амине, Хадиже, Софии, они очень ждут, смотрят всегда со мной ваш канал. Так, девочки, Амина, Хадижа, София, привет вам всем от Лейлы. Дядь Сибирь ждешь. Далдух дуахтилши, слушайте маму, мамой гладулыш. Так, Таужан Албакова, да? Сейдик Хейлха дал, эту бойлха вей غلقش خز ديت وي مخكر بواتش ناخا حلقش تشت بلا بوخ وي мех буатич наха хальшки ишт била бог, поняла? Хорошо, диария схлопнул Таужан Албакова. Албакова, ты паханагаюха. Так, Мака Бекова, добрый вечер. Добрый вечер, Мака. Людмила Рещепкина, добрый вечер. Уважаемая Лила, как здоровье вашей мамы? Спасибо большое. Сейчас, ну, на эти 2-3 дня вроде бы нормально. Павел Немоляев, добрый вечер, Лила. Добрый вечер, Павел. Девочки, я не знаю, были ли вы в том эфире у меня. Павел мне сделал рекламу и очень красиво сделал. Я ему очень благодарна. Не взял с меня ни копейки. Свое слово он выполнил. Спасибо тебе. Спасибо вам, Павел. Извини, конечно, извините. Уни Закриева, Лейла, привет. Привет. Зорти Гадабошева, большое вам спасибо. Так, Лидуня. Мира, добра и здоровья вам, Лейла, и всей вашей семье. Вы замечательный человек. Привет большой из Нижегородской области. Спасибо. И вам тоже привет с Ингушетии. Очень удивленные были. Зортик, девочки удивленные. Здравствуйте, можете, пожалуйста, сказать, так, Дурка, привет всем, да, я чуть не поняла. Здравствуйте, можете, пожалуйста, сказать пару слов про межнациональные браки среди ингушей. Разрешено ли это, какие нюансы и так далее. Старшая сестра моей лучшей подруги, со слов подруги, она с ингушом общается. Фатима Шакриева, Лейла, моя дорогая, привет тебе из Нижнего Новгорода. Привет, Фатимочка, привет. Так, ну вы знаете, сказать, что прямо приветствуются, конечно, нет. Так, Зуфия Валеева, добрый вечер, Лейла, всех благ вам, спасибо, и вам тоже всем. Но у нас есть межнациональные браки, не так, я не могу сказать, что их так очень много, но очень-очень редко есть. И живут, и есть нормально, некоторые, ну, в принципе, принимают ислам и живут, и ничего такого страшного. Так... Валентина Сирина, добрый вечер, Лила, и всем, кто в чате. Добрый вечер, Валентина. Тоже моя постоянная подписчица, которая постоянно мне пишет хорошие комментарии. Друзья, огромное вам спасибо всем, кто подписался, кто со мной, кто пишет мне хорошие комментарии. Я очень вам благодарна. И благодаря вам я даже и работаю, если честно. По большому счету, начиная канал, друзья, я не знала, что это будет настолько сложно, но это действительно сложно, поверьте мне на слово. Очень сложно вести канал. Я даже, ну, это говорю честно, я не думала, что вот настолько будет сложно. Просто сегодня целый день ничего и не сняла. Думаю, ну что снять, что показать, что им рассказать, о чем с ними вести разговор. Мне хочется, чтобы было и для вас интересно, друзья, и, во-первых, чтобы как-то, не знаю, и в просак не попасть. Ну, бывают некоторые комментарии, что я уже даже не знаю, говорить, не говорить что-то. Так, Павел Немоляев, у нас очень много народов и конфессий в селе. Межнациональные браки у нас это обычное дело. Так, Юлия Россия, Лейла, а у Павла не было другого выбора, мы все его в угол загнали. Да. Так, Мария Мивло, что вы готовили сегодня? Так, сегодня я готовила, скажу вам честно, вчера Ибрагим мне говорит, мама, я хочу вот наши бирхалтом. Ты приготовишь? Я говорю, ну хорошо, правда, у меня не было ни курочки, ни мяса, а уток, вы знаете, у меня их навалом в холодильнике. А он у меня сегодня, да, можете поздравить, у нас с сегодняшнего дня Ибрагим студент юридического факультета колледжа. Можете его поздравить. Так, спасибо огромное, что ответили, просто подруга боится за сестру.
Ну, бояться нечего. Есть. Я не могу сказать вам, что очень много у нас, даже немного. Редко есть межнациональные браки. У меня двоюродные братья, если честно, женаты на русских. И ничего, живут, все нормально. Вот так вот. Так, Валентина, правильно, Лейла, держитесь, а халва супер. А вместо топленого можно обыкновенное масло? Ибрагим, поздравляем вас. Валентина, можно, конечно, но надо его перетопить, прежде чем вот сделать халву. Обязательно перетопить и убрать то, что в осадок остается. Это надо все сделать. По-любому нужно из него сделать топленое масло. Вот сливочное масло перетопить и сделать топленое масло. Так, Мария Мевло, поздравляем Ибрагима, спасибо. София Магомаева, да, добрый вечер. Как ваши дети отнеслись к открытию канала? Сейчас отвечу. Так, и снова привет. Сулила, по-моему. Вы извините, я не смогу прочитать на английском. Снова привет из Туркменистана, рада вас видеть. Спасибо, я вас тоже рада видеть. Ольга, добрый вечер. Лила, привет из Германии, добрый вечер. Зося, поздравляю Ибрагима, успехов ему, спасибо. Юлия, Ибрагим, поздравляю тебя, учись на радость маме, спасибо. Софья, смотрю вас, я как будто попадаю на мою родину в Абхазию. Павел, что значит не было выбора? Я ранее пообещал в личных сообщениях, значит снял бы. Просто это надо тоже грамотно включить в ролик, чтобы не было так седло на корове. Нет, Павел, было очень, конечно, очень здорово, мне было очень приятно, спасибо вам большое. Я действительно к нему столько приставала, не знаю даже почему. А вообще-то мне очень нравится его канал, друзья, может быть, зайдете к нему и будете смотреть. Вот, ну, Павел просто трудяга. Так, Мира Сасонов, привет. Ибрагим поступил учиться, да, Ибрагим у нас, получается, теперь будущий юрист. Хоть чуть-чуть я успокоилась, что он пойдет учиться, то я переживала за него, конечно. Так, я прочитала вопрос, но не ответила. Так, интересно, что же я не ответила? Так, во-первых, я не ответила, что я не сделала. Я сегодня отварила уточку, сделала бирхалтен, получается, галушки с нашей подливой. А так как моя мама картошку не ест, на этом же бульоне я ей сделала супчик из домашней лапши. Но снимать не стала, потому что это все снято много раз, и думаю, что я буду показывать. Ну, у нас после обеда еще и на ужин осталось, так что мы только вот разогрели, тоже поели и на ужин, это же самое. Так, девочки, я прочитала вопрос, но не ответила. Вы мне, может быть, еще раз напишите, что, потому что хотела со всеми поздороваться. Что же я не ответила? Матина, ты у меня там тщательно все смотришь. Напиши. Так. У вас прекрасный канал, смотрю с удовольствием. Я и в помине готовить не умела, а тут потихоньку учусь что-то делать по вашим рецептам и советам. Поздравляем Ибрагима. Ой, спасибо большое. Мне очень приятно, когда вот говорят, что вот по моим рецептам могут что-то приготовить, и что вот кому-то я все-таки сделала, ну, как сказать, стала нужной. Так, Барбариска Ириска, привет, Лила с Ташкента, поздравляю вас и сынулю, удачи ему и вам. Спасибо большое, спасибо. Ой, Ирки снится Франция, добрый вечер, Лила, приветствую всех, кто в чате. Добрый вечер, Ирина. Привет Николаю. Так, Мария Мевло, как отнеслись ваши... вот, спасибо, Мария, к открытию канала. Спокойно. Спокойно. Спасибо, что напомнили. Девочки, у меня память, конечно, девичья. Так, Ира, ставим лайки, не жадничаем, нам ничего не стоит, а Лиле приятно. Спасибо, Ирина, спасибо. Так, вы знаете, я единственное боялась, что мой средний сын, среднему сыну не понравится, что я открыла канал, и открыла его немножечко от него в тайне. А так, уже, по-моему, недели 2, как я открыла его, когда спалилась сама, как раз Ибрагим уехал к нему, а я же в этих делах еще, как у меня один ролик есть, я же чайник, не разбираюсь в этом во всем. И вот мне надо было смонтировать, что-то сделать, и я Ибрагиму звоню туда, в Москву они были, он был у брата с ним. И спрашиваю, что да как. И он, видимо, тот был рядом,
и узнал. Но ничего, и самое главное, говорит, от меня ты чего скрываешь? Вы знаете, он такой вот у нас парень серьезный, и по жизни я всегда вот придерживаюсь, ну, и стараюсь, по крайней мере, не всегда, придерживаться его мнения. Так, Мира Сосуна, поздравляем, легкой учебы и удачи ему. Вы большая молодец, Лила, прекрасная мама, все у вас получится. Большое спасибо, Мира. Так, это Ира и Валентина между собой здороваются. Жанна, привет, Лейла, привет из Израиля, как вы себя чувствуете? Спасибо. Так, Жанна тоже моя регулярная подписчица, которая регулярно пишет мне комментарии. Огромное вам спасибо. Ничего, а как у вас, как ваши друзья, самочувствие, какая там у вас погода? Я видела сегодня где-то снег такой был, в Казахстане, по-моему. Тамара Фоткина. Лейла, больше рассказывай о ваших традициях. Нам интересно знать, как вы живете, что национальное готово к вам. А вам здоровья и удачи вашему каналу. Спасибо, спасибо. Мальчики, Мария Мивло, нет, не женаты. Так, Голди Матига, да? Твои мальчики были женаты? Ну, один был неудачно женат, 2 месяца только пожили, они разошлись. А эти двое нет. Так, вы знаете, друзья, рассказывать об обычаях, конечно, мне очень хочется, но вот опять-таки мне не хочется постоянно говорить, что какие-то комментарии, но как что-нибудь напишут, мне уже не хочется даже говорить о них. Потому что говорят, что это вот жесть, как пишут, жесть какая-то, вот типа чукчи. Вот такие вот моменты уже даже и не хочется работать, если честно, не хочется ничего рассказывать. Вот так вот. Симикс. Лейла, добрый вечер из Германии. От меня из Саида. Ой, добрый вечер. Рада тебя видеть и слышать. Спасибо. Так, я про вас не забыла, Саид. Просто у меня небольшие были проблемы с рекламой. Ну, меня сейчас прорекламировали. Чуть-чуть попозже, Саид, я тебя прорекламирую. Вот, да. И вот поэтому, вот даже вот позавчера было, и эти 2 дня, вот почему-то, скажу вам честно, мне не хочется ничего не рассказывать, не снимать, потому что пишут неприятные вещи. Так, добрый вечер, уважаемая Лела, Елена, Олив, да, по-моему, ну, Елена. Уважаемая Лена, подскажите, что нужно для открытия сайта? Очень страшно, вам всего самого доброго, очень позитивно, у вас все хорошо. Так, Ира, Лела, не обращай внимания, это пишут необразованные злые люди, идем дальше, не обращаем внимания. Не получается, Ира. Так, Барков, хорошо. Светлана Крят, добрый вечер. Очень интересно вас смотреть и слушать. Спасибо большое, Светлана. Кавказ Фуд, привет, Лила, привет, Зульхан. Как у тебя дела? Мы что-то даже давно с тобой на связь не выходили. Как твои дела, как твой канал продвигается? Так, Жанна, Лейла, я прослушала, что плохое написали. Ну вот пишут про обычаи, что это жесть какая-то, что вот я уже даже и не помню, что одна вообще как пристала ко мне в каждом ролике что-то ей не нравится, вот что-то ей не нравится. Я начала удалять ее эти комментарии. Она потом в сообщество пошла, где у меня там стоит реклама одного. Так, рада вас видеть. Так, Николай, добрый вечер, Лила, рад вас видеть. Спасибо за рецепт халвы. Теперь сижу с 2 килограммами халвы за пазухой и смотрю эфир. Ну, на здоровье, Николай. Я надеюсь, я выполнила свое обещание. Сначала хотела написать в названии, что вот халва для Николая. Ну, мне стало немножко неловко. Так, Инга Аусбург, да? Лейла, привет. Нам интересно про обычаи, кому не нравится в бан их. Хорошо. Так, Валентина, да как-то лайков маловато бывает, заслушаешься и забываешь ставить. Лейла, а если вы что не хотите говорить, то говорите, что вы уже раньше говорили это. А негатив бан. Ну, хорошо. Зухра Байрам, вы забыли меня, я просила рецепт капусты со свеклой или некогда. Не забыла вас, Зухра. Сегодня вытащила 2 кочана капусты и свеклу, хотя даже позавчера ее вытащила. У меня даже свекла засохла. Я ее, ну, в смысле, с кожуры убрала и положила, не получается. Сниму, но сегодня немножко вот пролентяйничала. Хотела сегодня снять. Зухра не забыла. Хочу даже себе попробовать. Если честно, я ее не делала, но хочу вот именно сделать и показать, и вам ее тоже, и себе, ну и всем. Обещаю, сделаю, может быть, даже сегодня ночью.
Так, Елена Мишель, да, добрый вечер, Лейла и ваша семья. Говорите все, как вы хотите и что хотите. Больных людей много, по ним равняться не будем. Спасибо. Так, Мархет Эскирханова. Лейла, добрый вечер. Мне нравятся ваши обычаи. В учебе будьте для своей мамы крыльями за спиной, которые ей не дадут упасть. Мама золотая, берегите ее. Спасибо. Ибрагим, поздравляем тебя. Белла пишет. Ибрагим, поздравляем тебя с поступлением, успеха в учебе, будьте для своей мамы крыльями за спиной, которые не дадут упасть. Мама золотая, берегите ее. Спасибо, Белочка, огромное спасибо. Так, я перепутала два сообщения вместе, сейчас пересчитаю, Марфет. Лейла, добрый вечер, мне нравятся ваши обычаи, конечно, у всех свои обычаи. Мне нравится, когда вы рассказываете все, мне нравится ваш канал, вы очень приятная женщина, дай Аллах вам здоровья и удачи вам. Спасибо вам тоже, всем, друзья, дай Аллах и здоровья, и удачи, и терпения. Мадина, добрый вечер, Лейла. Я так увлеклась вашим каналом, пересмотрела многие видео. Здоровья тебе и твоей семье. Спасибо огромное. Николай, девчонки и мальчишки, жмем пальчик вверх, а то смотрят 80, лайков маловато. Спасибо, Николай. Павел, негатива будет больше и больше, перестаньте на это реагировать. Вы только в начале пути, иначе невозможно идти дальше. А вы знаете, Павел, я об этом сегодня целый день думаю, если честно, не знаю. Вот, вообще-то не хотела с вами это говорить, потому что я боюсь, что даже вам надоест, что я жалуюсь на такие вот на такие комментарии. Так, Анжелика Турцевич, не обращайте внимания, наши религии очень схожи, просто мы забыли законы наших предков. Так, да, Анжелика, но все равно, не знаю, бывает неприятно все равно. Быстро, вкусно от Хадижа. Лейла Седик Хелха, Дукяхов, добрый вечер, Хадижа. Так, Ирина, Ибрашку с поступлением учись легко, без трудностей, и мамулю только радует. Спасибо, Ирина. Не знаю, я просто пропускаю все через себя, друзья, вот, как-то даже подсознательно. Вот эти 3 дня я работаю, не то, что там работаю на YouTube, а работаю и по дому с натяжкой. Вот из-за того, что вот позавчера, вчера неприятные вещи пишут, но не оскорбляют меня, но тем не менее. Лейла, я еврейка, жила в Дагестане, вот уже 26 лет в Израиле, и многие кавказские обычаи я соблюдаю. Жанна Ильсаева. Ну да, в принципе, мы же, все говорят, что интересно. Это даже видно по тем просмотрам, которые идут вот именно когда вот рассказывается об обычаях. Всем интересно, но почему-то вот все, не скажу все, но некоторые хотят переделать обычаи других людей, других народов. Но мы же сегодня их не переделаем, веками сложенные, хотя, может быть, они сложные, может быть, они для других как-то странные, но для нас же это в порядке вещей, мы их никому не навязываем, люди интересуются, я об этом говорю. Так, Лейлочка, жалуйся, кто хочет слушать. Да и жаловаться, в принципе, не хочется, действительно не хочется все время жаловаться и плакаться, но просто вот действительно, вот не знаю, в бан таких невежд пожелайте им мира, счастья и в добрый путь. Да вы знаете, я с одной переписывалась, а у меня, видимо, Ибрагим тоже за нами наблюдал, и мне он утром говорит: мама, я вот ту, что с тобой вчера так пререкалась, я, говорю, ее в бан отправила. Я еще думаю, что-то она мне не отвечает. Мадина, Лейла. Так чисто говоришь по-русски. И не так уж чисто, конечно, как надо. Так, Валентина, да, можете об обычаях говорить, а кому не интересно, пусть подписывается на другие каналы и не портит нервы. Да, Галина Коробкина, Аишки, привет, лапочка. Да, Аишку сегодня ждала, но не дождалась. Вроде бы. Сейчас у мамки каникулы в школе, и они вот наслаждаются друг другом, как говорится. Сегодня у нее был рабочий день. Утром позвонила, сказала, что приведет, но не привела. Вы знаете, вчера мне казалось, что у нас даже лето, настолько было жарко. А сегодня так пасмурно и прохладно. Но не сказать, что прям очень холодно, но прохладненько. А вчера прям вот жара жарой. 25-26 100% было бы, наверное. Сегодня прохладненько. Так, быстро, вкусно от Хадилейла. Вы очень хороший человек, кто пишет плохое, им желаю много счастья. Наверное, они в этом нуждаются. Что еще скажешь? Лейла такая трудяга.
Отличная хозяйка. Спасибо, Хадижа. Павел. Так, Лейла, какое у вас образование? Мои знакомые тоже отметили ваш русский язык. Так, Вера, Лейла, вы труженица. Юлия, Россия, Лейла, не обращай внимания на этих людей. Лично мне очень интересно. Сейчас работаю с ингушами, и мне очень интересно слушать ваши обычаи и традиции. Если честно, иногда стыдно спрашивать у них. Так, Мира, Лейла, милая, всегда будут завистники, интервьюйте их, наверное, нас больше, чем их. Так, спасибо. Павел, я вам отвечу. Валюш, таких очень... Так, много. Ирина говорит, надо учиться не брать в сердце такие комменты. Так, я думаю, что именно Елена Мишель, именно ваши обычаи держат нацию в чистоте, и именно на женщинах держится семья, мать хранительница очага. Посмотрите, что вокруг творится. Скоро у программы ДНК очередь выстроится. Ну да уж. Так, Мадина, вашим соседям повезло, вами я хотела бы такую соседку. Так, Жанна Елисаева, я вас полюбила очень именно за то, что вы соблюдаете законы и свои обычаи. Кому не интересно, пусть переходит на другой канал. Ну да. Зухра Байрам. Лейла, вы знали блогершу из Дагестана? Зухра канал называется. Я женский блог. Она мне так нравилась. Ей было только 55. Сегодня на канале Кисы писали, что умерла. Пусть будет в райских садах. Очень жаль. Я ее не знала, но да, сегодня в группе девочки тоже писали. И я ее не знала, к сожалению. Виктор Ковальчук, Лела, не реагируйте на негатив, просто не все могут принять ваши обычаи, и вообще не бывает хороших и плохих обычаев, у каждого свои. Так, Валентина, Ирочка, не всегда это получается не брать в голову. У меня вообще не получается, если честно. Лейла, дело в том, что вы очень порядочный и честный человек, поэтому так близко к сердцу принимаете. Мы вас поддерживаем и разбираемся и разберем на запчасти морально, кто будет писать гадости. Спасибо, Николай. У нас в Алматы, Казахстан, плюс 20 было сегодня. А где-то, по-моему, в Казахстане где-то сегодня прям, вот у меня знакомая, буря была, по-моему. Так, Павел, отвечу вам насчет русского языка. У меня просто не за 10 классов образования, ну и незаконченный колледж за спиной. Так что, ну, считайте, никакого образования нет. Просто училась хорошо в школе, на отлично. Но так получилось, что поступить не смогла. Не добрала 1 балл. Так, Нурка, привет всем, да? Ох, этот негатив. Вспомнила, что лягушка, которая жила на дне одного колодца, никогда не выходила за его пределы. Поэтому считает, что целый мир такого размера, который видит она со дна колодца. Так, Валера Баринов. Здорово. Старая, как относишься к Гитлеру? Нормально отношусь. Кавказ, Фудлела, Мила, разные люди, разные мнения, не обращай внимания, а блог у меня так, наверное, не так интересно меня смотреть, как тебя, за тебя очень рада, машалла. Спасибо, Зулюхан. Ничего, и ты найдешь своих подписчиков. Девочки, Кавказ Фуд, канал такой. У меня тут все мои девочки поддерживают блогерши. Ира тоже блогер. Иркесница, Франция. Девочки, заходите, мне нравится тоже очень. Елена Мишель, да, в Казахстане был снег в Карагандинской области. Ну да, где-то вот, я не знаю, тоже Наталья, блогерша, у нее вот прямо она снимала, была буря почти там. Не знаю, как называется, буря, пурга, что-то такое было. Так, меня просили рассказать, ну это, наверное, в роликах расскажу. Ну хорошо, Валера, хоть удалили сами комментарий, который мне не нужен был. Спасибо. Что еще? Ну, спрашивали, как я выходила замуж, что такое. Ну, наверное, я в прямом эфире не буду этого. Долго думала, как бы вам это все рассказать, не знаю. Но я ей обещала этой подписчице рассказать, но посмотрим. Просто, как бы вам сказать, наш менталитет мне не позволит рассказать все как есть. Так, Валентина Сильна, Валера Баринова. Этот канал не про политику, а больше кулинарный и про жизнь. Да, вообще по жизни не вникаю в политику. Даже телевизор не смотрю, когда вот показывают именно вот политику, что-то. Это не мое. У вас тепло, как летом, а у нас уже с прошлой недели снег пошел, как
Аж завидно как-то. А я сегодня снегу позавидовала. У нас даже зимой снега не бывает. Жанна Елисаева, все вас полюбили за вашу искренность. У вас ничего не наиграно, вот и завидуют. Не знаю. Лейла, расскажите, какие рецепты вы готовите на свадьбы? Так, Вера Шулупина. Шулупина, правильно? Да. Привет, Лейла, не обращай внимания на комментарии. Добрый вечер. В бан их пусть сын удаляет. Молодец, что блокирует эти комментарии. Ты прекрасная женщина, я тебя обнимаю, и пусть Господь тебя оберегает. Россия. Спасибо большое, Вера. Я вас тоже всех люблю и обнимаю. Так, Николай, у Валеры, видно, совесть вовремя проснулась. Понял, что тупанул. Ну, хоть вовремя одумался. Да, да. Так, Ириска Крапка, добрый вечер. Пришла домой, а тут прямой эфир. Я с вами. Спасибо, Ириска. Валентина, сейчас коронавирус по всему миру. Да. Зоя Зи, у нас в Казахстане на юге 22 градуса тепла. Представляете, один Казахстан в одном месте пурга, в другом уже так жарко. Так, Павел, рассказывайте про ваши полуфабрикаты, которые вы готовите на продажу. Надомный заработок сейчас очень актуален. Это смотрят. В этом нуждаются люди без денег, ищут способы заработать. Спасибо, Павел. Так, Елена Мишелела, если решитесь рассказать, покажите фото. Интересно посмотреть на вас, молодых. Может, свадебные, с детками. Но они у меня в таком состоянии, что даже показывать неудобно, если честно. Люда Синотова. Уважаемая Лейла, приятно вас видеть. Спасибо, Люда. А мне приятно читать ваши все комментарии и приятно знать, что вы со мной. И вот что вы меня действительно поддерживаете. Читая хорошие комментарии, даже как бы признание в любви, ну пусть не подумают, не признание любви мужчины, а именно признание как блогера женщинами, мне, конечно, те комментарии уже более-менее успокаивают. Но все равно почему-то, я не знаю, выбивают они меня из колеи. И уже, если я начну задумываться и искать какие-то рамки, просто у меня будет это наиграно действительно и не будет интересно, мне кажется. Я рассказываю как есть, как могу, как знаю. Но если я начну искать, как бы вам сказать, моменты, чтобы так вот исказить что-то, чтобы ну, кому-то не понравилось, это уже будет не то. Это уже буду не я просто. Так, покажите, как вы морозите продукты. Хорошо, покажу. Да, лук закончила сажать, но просто он мне мелкий остался, я его не буду сейчас сажать. Хотелось бы посадить немного покрупнее на зелень. А с мелкого зелени будет мало. Ну, сама поеду, выберу. Хотя Жанка мне писала в комментариях, что не поняла, и пусть привезет мелкий обратно. Мелкий нет. Мелкий я посажу весной, он совсем маленький такой. А крупный куплю еще покрупнее, чтобы была вот именно зелень была на весну. Так, Зухра Байрам. Халву сегодня готовили и в конце сказали, что добавили 50 грамм, чего у вас было плохо слышно. Ну я вначале же сказала, что 750 грамм муки у меня. А у меня ушло 800 грамм, вот поэтому. Также я в описании поставила, сколько там было у меня муки. Во-первых, там мука у нас бывает у всех разная, поэтому надо чуть-чуть, конечно, вот присматриваться. Я в рецепте, когда начала говорить про рецепт, сказала, что у меня 750 грамм муки. А потом уже за кадром я 50 грамм добавила и это сказала. Ну, мне надо покупать микрофон по-любому. Так, Люда Синотова, душа моя, вы настоящая. Спасибо. Так, Ириска Крапка. А я уже переписала рецепт творожных булочек. Завтра или послезавтра планирую испечь. На здоровье. Жена Азера, я восхищена вами. Смогла поднять 5 детей, воспитать без мужа. Большой респект вам. Ассаламу алейкум. Так, от сестры Хадижи. Алейкум ассалам. Спасибо, жена Азера. Имени не знаю, может, имя напишите. Вера Шелупина. Лейла, ты нежный, мягкий человек. Набери смелости и предупреди заранее. За негатив люди будут блокированы. На других каналах я это лично видела. И так блогеры делают. Тебе надо идти вперед. Спасибо большое, Павел Немоляев. И почаще вам быть в кадре. Вы начинающий блогер. Нужно, так сказать, приучить к себе зрителя. Не знаю, Павел, я, в принципе, очень боюсь этой камеры. Ну, не то, что боюсь, мне неловко. Я и так
считаю, что меня много на виду, во-первых. Во-вторых, меня некому снимать, получается. Ну, вот такие вот нюансы. Но я постараюсь исправиться. Павел вообще-то мне всегда дает такие хорошие советы. Так, быстро, вкусно от Хадижи. Ой, я только что смотрела канал Зухры. 3 недели назад был последний ролик. Ой, какая она хорошая женщина была. А Хадижа, она с вами, наверное, в конкурсе была, потому что я ее не знаю. Все говорят хорошая, да, вот сегодня девочки обсуждали. Зухра Байрам, скажите, пожалуйста, как вы храните сыр? Так, сейчас. Марина Астафьева. Добрый вечер, Марина. Тоже моя подписчица, которая всегда пишет хороший комментарий. Спасибо вам, Марина. Ибрагим, добрый вечер. Всему чату привет. Очень рада, что успела на стрим. Я тоже рада, Марина. Зоя Зелила, вам здоровья и благополучия. Ваши рецепты самые доступные. Спасибо вам. Спасибо, Зоя. Валентина, Вера Шулугина, вы правы. Только вперед и главное не останавливаться. Спасибо большое, Валентина. Девочки, знаете, я сыр не храню, если чисто, как-то вот на зиму я его не сохраняю, но у нас делают такой рецепт, чтобы сохранить сыр. Я просто не люблю такой соленый сыр, именно рассольный сыр, я его не ем. И по ходу моя корова практически не перестает доиться. Она доится до, ну, может быть так, на недельку она может, максимум на дней 12 не доится, и то, потому что молоко начинает горчить до отела. И поэтому мне не приходится надолго сохранять именно сыр. Я его делаю просто в холодильнике чуть-чуть в своем же рассоле. А как делать рассол, я вам сейчас скажу, если хотите именно в рассоле его хранить. Так, Валентина Сирина, Вера Шулгина, так, это я, значит, прочитала. Лина, Лейла, здравствуйте, мне очень нравится большой, вкусный, богатый обычай, когда вы собираете угощение родным. Спасибо большое. Меня еще просили сказать, что на свадьбу делают. Жанна, Лейла, что такое сыворотка? Сыворотка – это вот когда молоко прокисло, простокваша, мы делаем творог, а остаток от творога – это сыворотка. Вот. Зерно творожное мы вынимаем, делаем творог, отжимаем, а то, что остается жидкости, то это сыворотка. Так, Ириска Крапка. Вы мне очень напоминаете мою маму, которая тоже жизнь не особо баловала, но она всегда относилась к жизни с позитивом. Пусть все у вас в жизни наладится. Спасибо большое, Ириска, спасибо. Вы знаете, иногда, конечно, руки опускаются, но потом или видишь, или кто-то тебе говорит, или еще что-то, что люди еще и хуже живут, у людей много проблем. Самое главное, что у нас нет проблем по ходу вот таких больших проблем со здоровьем. И этому я уже тоже рада. А почему корову в запуск не отправляете? Без сухостойного периода большая нагрузка на корову. Павел, ну не знаю, она дает много молока, и потом у нее же будет мастит, если я ее не буду доить. Она может до конца давать литра 4 за раз, 3-4. И с таким вот, я же не могу ее оставить. Я боюсь, что у нее мастит будет, а у нее и так бывает мастит. Так что она у меня практически, ну, может быть, дней 10-12 не доится, а так все время доится. Так, Лидия Минеева. Так, добрый вечер. Так, знаете, как готовится у нас рассол? Кипяченая охлажденная вода, туда кладется соль, засыпается соль, и хорошо вымыть яйцо и положить это яйцо туда, в эту воду, и добавлять соль до того, ну, как яйцо будет подниматься. И вот тогда уже считается, что рассол готов и сыр не испортится. Но я не люблю, я же повторила, я не люблю рассольный сыр, я его не делаю. Шторм 06 Седик Хелха. Я Марем, как дела у сыновей, которые уехали? Шона Хейл Седик, добрый вечер, Марем. Ну, ничего. Средний сын вроде бы более-менее, а у старшего все-таки не клеится работа. Павел Немоляев, доброго вечера, я на дойку, успехов в ваших начинаниях. Огромное спасибо, Павел, что были со мной. Я вам очень благодарна еще раз и за рекламу, и за добрые слова, и за, как бы сказать, за советы ваши. Спасибо вам, успехов и в хозяйстве, успехов вам, и в процветании вашего канала. Так, хочется посмотреть на вас, молодую. Вы сейчас красивы, если не внешне, то душой. А это главное. Спасибо.
адекватные люди обращают на это внимание. Не удивляюсь, если стареете, вы как вино, все краше и краше. Спасибо. Лена Макарова. Всем доброго времени суток. Ура, прямой эфир. Добрый вечер, Елена. Так, по-моему, единственное, что мы готовим на свадьбу, я не ответила. На свадьбы, ну, обычно, ну, каждый по-разному готовит. Делают мясо по-французски, жарят кур, варят кур, потом копченые бывают куры, копченые индейку ставят, потом бараньи ляжки, вареное мясо, говядина, баранина, что у нас еще? Всевозможные салаты, кто как хочет. У всех разные салаты. Потом что еще? Печеночные торты ставят. Сладости всевозможные, выпечки, эти такие сладкие торты, пирожные, печенье, сухофрукты. Что еще? Орешки разные ставятся на стол. Все виды фрукт, свежие салаты из капусты, может быть, и просто помидоры с огурцами, и что еще? Ну, у каждого свой стол, если честно, каждый хочет именно угостить чем-то новеньким, чем-то изысканным, сделать покрасивее. Кто как во что гораст. Сейчас же, это раньше почти у всех было одинаково, потому что не было такого разнообразия, как сейчас. Так, Руслана Загирна, да? Привет из Украины, Лейла, сколько вам лет? Вы очень добрые. Так, привет из Ингушетии, Руслана. Мне 53 года. Скоро будет 54. Так, Жанна Элисава, если ваш сын женится, сколько денег нужно на свадьбу приблизительно? Ну, больше 500 тысяч, 100%. Так, Марина, Лейла Седик Хелха. Так, Марина, Шанель. Ну, короче, Марина. Лейла Седик Хелха, привет из Казахстана. Добрый вечер, Седик Хелха. Так. Дружно ставим лайк Шупина. Так. Ой, девочки, сегодня что-то странно, дизлайка пока нет. А то обычно идет дизлайк сразу же. Мадина, Лейла, посему на свадьбах что показывали, не было гармошки, где танцы, музыка играете. Так, ну это я, между прочим, и вот насчет этого у меня был неприятный комментарий тоже, насчет музыки и танцев. Зухра Байрам, будете делать абхазскую аджику, я хочу записать рецепт. Обязательно буду, потому что я ее сама обожаю, просто для себя буду делать. Так, Валентина, Лейла, вы живете в деревне, это тяжелый труд, уход за скотом, работа на огороде, зато кушаете все свое и без нитратов. Ну да. Ну, у нас не деревня, у нас село. Ну, это одно и то же почти. Так, Марина, Лейла, где вы живете? В Кантышево, рядом с Назранью, так, если там кому-то что-то понятно. Так, что я хотела, на что я хотела ответить на какой-то вопрос, опять забыла, блин. Ну, девочки, у меня девичья память, вы меня извините. После операции, если так серьезно, после операции у меня большие провалы с памятью, вот очень много чего не помню. И могу забыть даже то, что вот буквально 5 минут тому назад прочитала тоже. Так что вы меня извините, если я кого-то пропустила или кому-то не ответила. Забываю. Была хотя только и одна операция, но она на меня сильно подействовала. Так, ну, Ибрагим Индиев вспомнил, что ему надо поздороваться. Просто у него друг, они там заняты. Так, мои тоже, Марина, недалеко от вас живут, да? Татьяна Филимонова. Лена, сколько в вашем селе проживает жителей? Ой, я сейчас точно не скажу. Валентина, а какой город рядом с вами? Назрань. Мадина, про гармошку. Сейчас скажу про гармошку. Дизлайк тоже продвигает канал, пусть... О, я только сказала, дизлайк поставили. Так, Амирхан, поздравляю сына, удачи и успехов в учебе. Сейчас вам будет не хватать помощника по хозяйству. Ну да. Так, Юлия, привет Ибрагиму. Поздравляю тебя. Так, Ибрагим, ответишь сам там.
Жанна, привет, Ибрашка, поздравляю с поступлением. Ибрашка, ты читаешь? А, вот, все, мам, на 5 минут пойдем на кухню, если что, в эфире. Так, ты отвечай людям. Ты у меня всегда, когда я в эфире, любишь ходить на кухню. Люди еще подумают, что я тебе не разрешаю быть на этой кухне. Да, мне вот написали, что у нас на свадьбе не свадьба, а базар. Типа вот. И потом даже я на это ответила в следующем ролике. Мне еще одна написала туда же. Да, да, это большой базар у них. Ну, я не знаю, я еще не видела свадьбы, которые бывают не шумные, чтобы просто тихо сидели. Ну, кто-то им ответил, это же не поминки. Действительно, если не на свадьбе, не разговаривать, не смеяться, не знаю, где еще можно. Так, имя, фамилия, ассалам алейкум, из Чечни, ва алейкум ассалам. Так, Надин Еккар, да, по-моему, да? Лейла, приветик. Ваши дети и мама с вами живут, да. И мама со мной, и 3 сына мои со мной, но 2 нет дома. Так, ну, у нас, в принципе, у меня там свадьбы на моем канале, в основном, не в основном, а даже 3 свадьбы, где выходят девушки замуж. У меня нет на моем канале свадьбы, где женится, ну, где женится. Поэтому на свадьбе, где выходит девушка замуж, у нас нет ни танцев, ни песен, ничего. Ну, если только не выходит замуж там какая-то певичка, например. Ну, певица, пусть меня извинят. Вот если они, там у них может быть. А так на свадьбах, где вот дочка выходит замуж, там у нас нет ни музыки, ни танцев, ни песен. Это одно. Второе. И по идее у нас очень-очень редко и на свадьбах, где парень женится, на свадьбах редко бывает музыка. Но это вот в последнее время. Раньше, вот в наши времена, практически, вот, ну, когда я замуж выходила, ну, еще раньше, это приветствовалось. В основном были и танцы, песни не могу сказать, но и песни были под гармошку, пели сами девушки, это было. Ну вот уже в последнее время это все-таки уходит, потому что тогда был СССР, тогда были другие какие-то свои вещи, ну, не разрешалось много чего делать по религии, было воспрещено, и как-то более были, наверное, ну, не знаю, короче, тогда были танцы, сейчас их очень редко, и танцы, и песни. Но бывает на свадьбах и приглашают и певцов, и артистов. Такие свадьбы тоже есть. Но в моем окружении, вот в моем близком окружении, именно по мужу, если так посмотреть, то у нас их нет. И, по идее, я вам не смогу ее снять именно с танцами и с песнями. Так, Руслана, у вас очень красивые свадьбы, вкусные, богатые, шикарные. Ну да. В последнее время у нас, да, действительно очень шикарные, красивые свадьбы. Конечно, обходятся они очень дорого, но так у нас заведено, как говорится. Так, Мадина, спасибо, пожалуйста. У меня была, я уже повторюсь, у меня была снята свадьба, где были и танцы, и песни, и все, но мне по некоторым причинам пришлось ее удалить. Так что не смогла вам ее показать. Когда-нибудь, если вдруг попаду на такую свадьбу, покажу вам. Что еще вам рассказать? Затишье. Хочу, чтобы, не знаю, посмотрим, согласится ли мама. Так, заметила у вас очки, какое у вас зрение, минус или плюс, сама очки ношу. Минус 2,5 зрения, хоть и молодая вроде бы. Нет, у меня плюс 2,5. Это какие красивые люди, наряды на вас. Да. Плюс 2,5 у меня ближние, и плюс 1,5, ну, плюс 1 даже дальние. Ну, я что-то дальние уже месяца 2-3 не ношу, хотя они мне и нужны.
А зрение у меня начало падать из-за заболевания моего. Зортик Гадабошева объяснял, Хейл Халил объяснял, Хейл Зортик Диариас Хомхам Сахал, что была в эфире. Большое спасибо, что была в эфире. Так, Лейла, когда будем печь рулеты с орехами? Так, рулеты с орехами. А я говорила, что буду печь рулеты с орехами. Пальчики с орехами я делала, а вот рулеты не знаю. А вы мне напишите рецепт, я попробую сделать. Вы знаете, друзья, я раньше, хотя не люблю это говорить, что у меня раньше что-то было, раньше умела много чего печь. Но я это дело забросила с тех пор, как вот приехала сюда. Лейла, как родственники относятся к вашему блогерству? Нормально, ничего никто ничего не говорит. И в связи с тем, что я сюда переехала, была стройка постоянная, потом я начала заниматься полями, и мне не было времени чтобы делать какую-то выпечку. Я как это дело забросила, а теперь у меня вот был свой коронный торт ореховый. У меня даже мой рецепт перенимали. У меня он сейчас не получается, поверите? У нее, кто у меня взял рецепт, получается, у меня нет. Так что вот пока я с выпечкой не дружу, но начну снова. Буду стараться, по крайней мере. Вот так вот. И сегодня даже дочка говорила, мама, давай делай заморозки, давай делай заморозки. Разморозила сегодня мясо, фарш. Хотела сделать манты на продажу. Но что-то опять разленилась. Не знаю, какая-то вот эти 3 дня, я же говорю вам, какая-то вот патологическая лень. Не знаю, вот подсознательно или нет, или что. Вот просто вот, ничего не хочется делать. Не знаю, даже вот все время сижу и думаю, надо мне это, стоит мне это, зачем я это влезла как-то. Вот такие вот сомнения. Извините, что с вами так говорю. Вот так вот. Ириска Крапка, давайте вместе с нами начинайте опять выпечку делать. Это так интересно смотреть. Хорошо. Будем искать рецепты. Пишите мне какие-нибудь интересные рецепты. И будем с вами делать выпечку. Тем более зимой не буду так сильно занята. Можно будет что-то делать. Так. Так, Ибрагим. Добрый вечер. Поздравляем вас с поступлением. Так, Ибрагим на кухне где-то, не знаю, вроде бы обещался быть на связи. Ириска Крапка. И надо, вы нам надо. Спасибо. Так, Юлия, Россия, не только выпечку. София Ротару. Доброй ночи, Лила. Добрый вечер, София. Спасибо, что вышли на связь. Тоже постоянная моя подписчица, которая и на эфире бывает, и комментарии пишет. Так, эфир начался уже 57 минут. Почти час мы в эфире. У меня племянник, я вот насчет того, что как относятся родственники. Племянник моего мужа недавно заехал ко мне и говорит, а я, говорит, верила, я даже не знала, что, видимо, так был разговор за моей спиной, что зря я этим всем занимаюсь, наверное, типа такого. Он говорит, а я верил, что вот у тебя получится, что все будет нормально. Так, тут они. Я не знала, что эфир. Оповещение почти с утра, по-моему, было. Светлана Кушнир. Вы очень красивая женщина, очень сильная, несмотря на невзгоды. На вас надо равняться. Спасибо большое, Светлана. Иногда я вот как клуша опускаю руки, хоть и такая. Устаю, наверное, быть всегда сильной. Александр Евлашников. Куда поступил Ибрагим? Юридический колледж, в колледж на юридический факультет. Так, я двоим ответила, да? Александр Юлашников, добрый вечер. Добрый вечер. Руслана, Лейла, у вас холодная зима? Нет. София, очень рада вас видеть. Я тоже, София, рада, что вы со мной. Лена Макарова, как не надо, очень даже надо. Так, Дина из Басарова. А что это за домики у вас за спиной? Так, это не домики, это башенки наши.
родовые. Это мой подарок. Вот такой вот, как бы сказать, ремесленник делает вот такие вот башенки. Валентина, всегда оповещение было уже с утра. Да. Жанна Висаева, я много беру пример с вас. Спасибо большое. Так, Мария Бакан. Добрый вечер, здоровья и мира в дом. Ваши влоги очень душевно. Спасибо за рецепт лепешек я готовила. Спасибо большое. Да, объяснила я уже второй раз, объяснила Ибрагим, что это за башни. Это наши родовые башни, ну, в смысле, макет родовых башен получается. У нас вот такие вот башни в горах натуральной величины, высокие. А это вот делает, вот в моем селе живет ремесленник такой, который делает вот такие вот башни. И он мне прислал в подарок, когда у меня было 5000 подписчиков. Я не знала, что он их делает, что у нас живет в нашем селе. Ну вот он мне в гордость того, что я первая, получается, ингушка, семейный блогер, поздравил меня, прислал мне эти 2 башни. Но Ибрагим решил, что 2 башни все-таки мало, и мы еще одну у него купили. И вот благодаря моему эфиру уже 2 заказа у него было, от меня даже, по-моему, 3. Так что вот так вот. София, да, ставлю сразу лайк, чтобы потом не забыла. Спасибо, София, огромное. Спасибо вам, девочки, всем, девочки, мальчики, всем, кто в эфире, всем, кто пишет комментарии, всем, кто лайкает. Огромное вам спасибо. Ну и кто и не лайкает, и кто не пишет комментарии, тоже спасибо. Всем, кто ко мне заходит, огромное спасибо. Жанна, я когда мешу тесто, всегда вспоминаю ваши нежные движения. Спасибо, Жанна. Так, Ибн Кавказ, вы, наверное, самый продвинутый юзер бабушка в Ингушетии. Ну, не знаю. Не продвинутый, я не разбираюсь в технике, если честно, это у меня уже мой сын. Так, Татьяна Ануфриева, 1 000 000 лайков. Спасибо большое, Татьяна. Когда он уезжал в Москву, Ибрагим, и мне надо было тут что-то сделать, он мне там что-то сделал, я не могла зайти на свою страничку в YouTube, и они записали, как я нервничала, и ему в трубку там наговаривала. Короче, меня всегда шантажируют тем, что «Мама, мы покажем твоим подписчикам, как ты нервничала и что ты мне говорила, когда я не могла открыть свой аккаунт». Так что я не очень-то разбираюсь, друзья. Так, Ирина Митина, да? Здравствуйте, дорогая, уважаемая Лейла, добрый вечер. Александр Евлашников. А Ибрашка открыл свой канал? Вроде собирался. Нет, пока не открыл. Пока не открыл. Пока нет. Ибрашка все время в раздумьях у нас. Вот так вот, дорогие мои. Что вам еще рассказать? Что-то моя дочь ушла с эфира. Не знаю, погода стала прохладная. Вроде бы сегодня, говорят, были и помидоры, и огурцы. У меня еще и огурцов заказ. Ириска Крапка. Скажите, дочери далеко от вас живут? Вообще-то вот младшая дочь выходила замуж здесь, в моем селе, недалеко прям, ну, на конце моей улицы даже. Но сейчас она живет на Назрани, сама отделилась, снимает квартиру, правда. И ну, минут 15-20 до нее на машине. Так что недалеко. Вторая живет в Осетии, но тоже недалеко, за полчаса до нее можно доехать на машине. Так, Евгений Панин, здравствуйте, Панин, извините. Здравствуйте, а в вашем селе живут русские? Нет, по-моему, нет, если честно. Я точно не знаю, нет.
Лидия Минеева. Мечтать о канале, наверное, лучше, чем иметь. Ой, не знаю. Между прочим, вот хорошо, я не ответила на вопрос, сложно ли, что нужно для открытия канала. По идее, ничего, вот если меня спросить, как я начинала. Поснимала и выпускала ролики, а потом уже вы сами поймете, что и как. Виктория, жизнь моя, всего вам самого хорошего, счастья и радости, здоровья, с уважением. Спасибо большое, Виктория. София, Лейла, вы бы в школе хорошо преподавали бы, у вас хорошо получается и речь, и еда, и хозяйство. Короче, все супер. Спасибо, София. Так, Ульфия Захарова, здравствуйте, вам привет из Тюменской области, Тобольск. Обожаю смотреть ваши видео. Спасибо большое, Ульфия. А вы знаете, я сегодня как раз об этом думала. Ну, в молодости не получилось, вышла замуж, а вот когда уже умер мой муж, я теперь жалею об этом, конечно, очень сильно, но тогда я об этом не задумывалась. А вот когда умер мой муж, вот тогда мне надо было куда-то поступать. Тогда еще не было поздно, потому что мне было всего 38 лет тогда, и спокойно бы могла что-то закончить и иметь какую-то профессию, но теперь уже делать нечего. Так, Татьяна Ануфриева, Ибрашка, прости, пропустила, куда ты поступил. Он поступил в колледж на юридический факультет. Так, ну теперь уже все потеряно, конечно. Могла бы, по крайней мере, в начальных классах преподавать можно было бы заочно поступить. Тогда не было поздно. Сейчас, конечно, поздно. Сейчас я это понимаю, но сейчас поздновато. Ну ничего. Да, у меня далеко не все, конечно, София, супер. Много чего и не знаю, и не получается. Вообще вот очень хочется какую-то тепличку или парник сделать. Вот никогда этим не занималась и боюсь как-то начать. А где этот колледж далеко от вас? Нет, ну, относительно недалеко. Минут 40, наверное, вот на маршрутке, на автобусе, если он будет ехать. Минут 30-40 так надо ехать. Нет, в принципе, недалеко. Привет, так, Люба. Привет из Германии. Ставлю лайк. Здоровья и удачи вам, процветания вашему каналу. Спасибо большое, Люба. Так, Мариям пишет, Шторм 06, да? Да, Лейла, у нас самый продвинутый блогер. Есть еще 2-3 ингушки-блогеры, но они только рецепты показывают, а себя нет. А Лейла еще рассказывает, поэтому она мне больше нравится. Спасибо. Ну да, я и говорю, я первая семейный блогер, то, что наши девочки рецепты показывают. Как раз у меня одна в эфире вот недавно была, Хадижа. Юлия Россия, Лейла, а у вас есть в планах поснимать окрестности, где вы живете? Очень интересно. Вы знаете, да, у меня в планах есть и окрестности, и показать горы, но никак не получается выйти. Руслана, Лейла, все, что не делается, все к лучшему, больше позитива. Ну да. В один день отправила Ибрагима поснимать именно село, поснимать там у реки, и нашу улицу немножко поснимать, как раз мне было некогда. Ну, это было, по-моему, неделю тому назад. Он пошел, поснимал, пришел, ну давай тогда, думаю, загружай. Как раз у меня я что-то соленье какое-то делала, ничего снимать не могла. Так, хорошо, что рядом будет дома жить и учиться. Да, он будет приезжать, уезжать, конечно. И это... Он поснимал, все нормально вроде бы, но его не слышно. И как-то я на него рассердилась. Но он, по-моему, не убрал, не знаю, но никак не смонтирует. Именно вот окрестности. Я говорю, снимай и озвучивай сам, скажи, что ты вот именно представься, что ты мой сын, чтобы тебя знали, и озвучь, нормально сними мне ролик. Но у него не получилось. Может быть, еще раз его пошлю. Самой как-то, если честно, по селу с телефоном немножко неудобно. Так, Жанна Саидова. Добрый вечер. Очень хотелось бы посмотреть ваши фотографии в молодости. Вы сейчас красивая женщина, а раньше, наверное, редкая красавица. Расскажите, пожалуйста, о детстве своем. Убрал, маму еще раз сниму. Ну, хорошо, снимешь. Ой, а что в детстве? Да, я хотела рассказать о детстве в ролике каком-то. Тамара Хагаева. Привет из Чечни. Смотрю вас с самого начала. Успехов вам, процветания вашему каналу. Спасибо огромное, Тамара. Большое спасибо. Вам привет из Ингушетии. Ну, что, как
Так, Гульфия, а что там делать теплицу? Дуги поставил и накрыли пленкой. А земля какая там должна была быть? Что там, температура какая? Вот не знаю, не было у меня ее никогда. Очень хочу, причем очень давно ее хочу, но вот не рискую ее сделать. Детство, вы знаете, просто я любимый ребенок в доме была, самая младшая, младшая с последнего брата даже на 8 лет, получается. Так, что-то со связью у меня. Так. Друзья, слышно меня, видно меня. Что-то Ибрагим у меня из кухни убежал, не могу его найти. А вы еще и говорите, что я продвинутая. Так. Угу, спасибо. Так, ну, Ибрагим, я тебя сегодня точно побью. Вот куда он делся? Спасибо, Ирина. Были на кухне с другом. Ну, не знаю. Получит по первое число. Не вижу себя, если честно, на компьютере. Лидия Минеева. Вас смотреть приятно, без негатива, без склок. Если честно, я по жизни не люблю эти склоки и разборки. Поэтому мне бывает неприятно, когда что-то пишут мне. Вот мы вас видим, Гульфия. Спасибо. Просто у нас интернет глючит. Не хотела, чтобы, не попрощавшись, закрыли эфир. Мы с тобой поговорим после эфира. Ничего. Да я даже не поняла, что у меня было, если честно. Так. Ириска Крапка, когда у вас день рождения? В январе. Света Кружилина, сколько у вас детей? 5. Лейла, а как вы жили с мужем? В смысле, как мы жили? Именно отношения с мужем или финансовые отношения? Так, добрый вечер с Северной Европы. Добрый вечер. Так, Ауди. Книга, да? Я точно не знаю. Нормально все, Лейла, София, Тара. Спасибо. Мы очень хорошо жили с мужем, если честно. У меня был очень хороший муж, который уважал меня, причем сильно. Но был немного строговат, конечно. Но это в порядке вещей у нас, как говорится. Но никому не казалось, что он такой строгий со мной, потому что он был очень тактичным человеком. Так, отношения. Ага, смотрю вас, Лила, с наслаждением. Спасибо. Пересматриваю все видео с самого начала. Они так умиротворяют, расслабляют, потому что вы так просто и душевно рассказываете, показываете нашу женскую повседневную жизнь. Спасибо большое. Так.
Но он очень меня уважал. Да, даже очень. А, И у меня даже дети говорят, вот недавно, в прошлом году мне мой сын говорит: мама, вы что, с папой вообще не ругались? Говорит, за все время, сколько я помню, я только один раз слышал, что вы ругались. Мы, конечно, ругались с ним, у нас, как всегда, в любой семье, но никогда это не было ни при детях, ну, тем более при посторонних. И поэтому многим казалось, что он у меня под каблуком. Потому что он был очень спокойный, мало разговорчивый, а я, как видите, болтушка. И поэтому казалось, что он всегда меня слушается. Так, Лидия Кислухина, всем здравствуйте. Подписалась по рекомендации Павла Немоляева. Спасибо большое, Лидия. Павел Немоляев как раз у меня был недавно в эфире, но ушел на дойку. Спасибо вам. Я не знаю, что вам еще сказать. Просто некоторые вещи мой менталитет не позволит мне сказать, а так у нас были очень хорошие отношения с моим мужем. Он очень любил детей, он был такой семьянин, все для детей, все для семьи. А сейчас вы пишите, как часто выходит замуж и женится по своему выбору, а не по выбору семьи. А сейчас в действительности наоборот выходит и женится только по своему выбору. Нам поменялось совершенно. Раньше только было мало свадеб по любви, как говорится, или ну как хотят, как сказали родители было раньше. А сейчас наоборот родители смотрят, что хотят уже их дети. И уже если она не хочет или он не хочет, то свадьбы практически не бывает. Так что сейчас спрашивают. И дочку спрашивают, и сына спрашивают. Меня на ноутбуке не видно. У меня связи не было, а тебя даже во дворе не было. Ну, конечно, даже девочка, ее надо проводить. Так, Лидия, всем нет, не видно. Всем здравствуйте. Так, это я прочитала, а сейчас так, это тоже прочитала. И поэтому стало больше разводов. Может быть. Гульфия, у нас 22:18. Спокойной ночи, рада была увидеть и пообщаться. Спасибо, Гульфия, огромное. Спасибо вам большое. Представь мышкой. Ничего мне там не видно. Так, Бистик Хейл далее Диаресу. В принципе, да, я согласна. А вы согласны с тем, что дети выбирают Жанна? Да. Юлия Расселила, отправьте завтра Ибрагима по селу гулять с камерой, пусть снимает все и комментирует, где он. Хорошо. Белла Шабанова, Лилуся, а на море Дагестан не приезжали вы? Никогда. Руслана Загирна, Лейла, у вас дети женаты? Нет, не женаты. Лидия Кислухина, Лейла, не надо оправдываться перед нами, вы замечательно все говорите, просто очень много негативных людей. Спасибо. Что ты мне сделала? Я сейчас нигде ничего не вижу. Подожди. Загружается. Одну секунду. Это реклама. Элиска Крапка, ух, и вы строгая мама. Если бы я строгая была, было бы все по-другому. Дело в том, что действительно я не строгая, он этим пользуется. До начала эфира, при всех сейчас говорю, просила, чтобы он не уходил далеко от меня, потому что я в этом деле не разбираюсь. А тебя даже не то, что на кухне, тебя во дворе не было.
Я же тебе говорю, ты был предупрежден. Анжелика, это вы были на свадьбе у племянника, снимали, были танцы и пела женщина. Да, но мне пришлось удалить эту свадьбу, к сожалению. София Сафирата, трудяга, да уж. Вот, так, Белла Шабанова, у меня тоже прерывается ваш эфир. Но сейчас это прерывал он, что-то делал, а вообще тот раз прервалось. Юлия, у нас Лила 1/1 000 000. Да ладно, вы меня сейчас в действительности как это сказать? Езира легко и просто. Лилушка, как ты без стихов? Езира, нормально. Это Езира из моей банды. Блогерша тоже девчонка, хорошенькая. Езира легко и просто. Если что, заходите к ней на канал. Я ей, между прочим, тоже делала рекламу. И, друзья, если вы думаете, там, у меня несколько реклам на канале, и еще должны быть одна-две девочки. У меня один мальчик меня ждет, и еще одна девочка ждет, чтобы я ее прорекламировала. Я не за деньги их рекламирую. София, чеснок и лук закончила посадить на этот год. Да, на этот год уже все. Больше сажать в этом году не буду, только весной, если. Извините, конечно, почти я верю, что вы очень добрая мамочка, самая лучшая для своих детей. Да, не знаю. Но я действительно не разбираюсь в этой технике и просила его, потому что знаю, что интернет у нас глючит, чтобы он не уходил далеко. А у него был друг, вот пошел его провожать. Я знаю, конечно, что им не терпится, им не интересно сидеть со мной, но час-два потерпеть можно, мне кажется. У вас потрясающая улыбка. Аишка у мамы Изира. Сегодня сказала, что привезет ее, не привезла. Спасибо тебе, моя хорошая. Да не за что, Изира. Как твои девочки? Нормально все? Это нас 20 блогеров участвовали в конкурсе. Не блогерам не понять, что это. Просто у нас так бывает, чтобы продвинуть наши каналы. Мы участвуем в разных конкурсах, делаем рекламы. И вот мы подружились. Не все 20, мы так прямо общаемся. Но у нас, по-моему, Изира около 10 или больше. Мы по сей день общаемся уже, по-моему, месяц-два. Как был этот конкурс, но мы как-то тесно с девочками общаемся, нам интересно. Так что вот так вот. Объясняю, кто такая Изира. Ирина, Иркис, Франция, тоже оттуда. София, а дочь недалеко замужем от вас? Вообще-то она в этом же селе замужем, прямо по этой улице можно считать. Дети Таханкастан Баркова пишет, что сегодня вы очень красивая получается. Сколько лет вашим детям? Да, дети у меня уже взрослые. А сейчас она живет в Назране, недалеко, тоже за 15 минут можно на машине доехать. Моим детям самой старшей дочке 33 года, второму сыну, получается, 30 лет, 31 даже, 31. Третьему 27 будет на днях, не на днях, а в декабре. На днях, в ноябре будет дочке 20, нет, сейчас я уже ошибаюсь. Короче, 33, 31, 28 сыну третьему, по числу третьему, вот так второму. Дочке 26, и этому младшему 18. Так, он красивый. София, хорошо, когда дочери недалеко, да. Белла Шабанова, вы действительно были похожи на учительницу, когда Ибрашки сказали, что я поговорю с тобой после эфира.
Но не поседа, ему не сидится. Вот 5-10 минут посидеть, час, для него это слишком много. Так, Грейзи футбол, по-моему, да? Как там? Прочитай правильно. Добрый вечер. А кто знает, что происходит во Франции? Так, Адам Гуражев. Лейла, добрый вечер. Зачем вы долго держите уток? Я покупаю в сентябре и режу после того, как они поедят снег. Они тогда вкуснее бывают. Их кормить очень затратно. Очень-очень затратно. Сейчас скажу, что с ними у меня произошло. София, это я сама в Германии, а дочь в Чечне. О, у вас дочь далеко, да. Я про карикатуры. Вроде тут были подписчики с Франции. Я как-то не смотрела. Я не смотрю новости, вы не поверите. Я вообще телевизор не смотрю. Так что я не в курсе. Я кое-что знаю, но так нет. Так, Ибрашка Мухвоха. Как ты, Охук, Ибрашка? Мухвоха, это мы что, реально? Все нормально, отлично. Так, что я хотела? Про уток. Знаете, как я покупала этих уток, если честно? Говорили, что на 3 месяца они их покормить, все будут. Хотя они и были в 3 месяца уже нормальные, более-менее. Хотела их резать, делать тушенки и отправлять мальчикам в Москву. Но из-за того, что слишком много занята, не получалось их вовремя зарезать, не получалось вовремя их убрать, и поэтому вот я их перекармливаю, и в действительности они у меня в этом году, конечно, хорошенечко подъели. Сейчас осталось 11 уток, больше не буду держать. Я вообще-то всегда их держала, но когда я их держала раньше, у меня были свои кукурузные поля, и я как-то не замечала, что они так много едят. Когда вот привезли свое много чего, и не замечаешь, что так слишком много уходит. А вот уже когда ты покупаешь, или тебе, в принципе, я и покупаю это, и сейчас мне, по идее, тонну пшеницу привезли бесплатно, получается, и ячмень привезли бесплатно, и за кукурузу там я так не всю сумму отдаю, но тем не менее уходит много, больше таких уток держать не буду. Лучше покупать цыплят и кур, и даже и вкуснее. А так для разнообразия можно штук 10. Так, на кухне с Маликой. Доброй ночи, привет из севера. Доброй ночи вам тоже, София. Когда семья вместе, это счастье, да, не говорите. Надежда Курышева. Сколько вам лет? Лила, простите за этот вопрос. Ничего страшного, мне 53 года. София, да, утка, много еды надо, да, на кухне с Маликой 101, так. 101 лайк, спасибо. 101 лайк, видимо, ага, спасибо, Малика. Оксана, Майя, Лейла, здравствуйте. Где у вас принято работать женщины? Многие женщины работают или в основном домохозяйки? Сейчас отвечу. Была Шабанова. Лейла, как называется цветок за вашей спиной? Он такой красивый. Зимилькос, по-моему. Лидия Минеева. В каком районе ваши дети в Москве живут? Ой, я не скажу в каком. Он в Москве только один. Во-первых, он не живет именно в Москве. Получается, он нанимается куда-то на работу и в этой же квартире остается. И районы разные. А вообще у меня в Долгопрудном живет мой брат. И практически в большинстве случаев он бывает у моего брата. Мой брат живет уже там больше 20 лет, по-моему, лет 25 даже он живет в Москве. Подмосковье. Так, я не ответила на вопрос. Сейчас вернусь к нему. Насчет работы. Так, нет, почему у нас домохозяйки? В последнее время вообще-то у нас сейчас получается домохозяйки мужчины. Больше мужчин дома сидят, чем женщин. Это так, шутка. Женщины работают, как и везде, на всех работах. И в государственной работе, в правительстве работают, в школах, в медицинских учреждениях. Где обычно, как и все русские работают женщины, там работают и наши женщины в любой сфере. Потому что в последнее время, да и раньше, в принципе, у нас было много образованных, а сейчас практически каждый второй или третий учится в университете, заканчивает и образованный, но факт, что работы нет. Вот мне тоже кто-то писали какой-то комментарий,
Ну, типа, вот вы показываете, что у вас все женщины сидят дома, ничего не делают, и назвали одну блогершу, что только одна, это она работает. Ну, извините меня, у нас тоже очень много кто работает, но государственной работы нет. Вообще-то во всей стране безработица, по-моему, если я не ошибаюсь, не только в Ингушетии, а в Ингушетии вообще огромная безработица. Ну, работают на частных предпринимателей разных, ну, тех же, например, в кафе, в ресторанах женщины работают, потом в косметологии, ну, везде, в аптеке, где только не работают. Я сама, например, почти 3 года работала в кафе поваром, нанималась на работу в кафе. Потом открыла свое кафе, но пришлось закрыть из-за этой пандемии, как говорится. Но работы мало, очень мало в республике работы. И если даже у тебя есть образование, тоже работу очень трудно найти. А так вот занимаешься чем-то. Вот, ну, не обязательно же работать на государственной работе, я ответила этой женщине. Например, я много лет работала сама на себя, и не то, что сама на себя, по идее, считайте, там в какое-то время, месяц, полтора, иногда даже 2, на меня работали 15 человек, 20 человек, когда у меня уже был, мне надо было собирать картофель, то нанимала работников. А когда вот сажала огурцы, там больше, ну, где-то 60 соток было, тоже нанимала одну-две женщины, ну и сама с ней же была, которая пропалывала со мной, которая собирала со мной огурцы, потому что одной не справиться со всем этим. Так что кто как, где и работает. Мне кажется, я ответила на вопрос. Так, я не вижу, по-моему, комментариев. Так. Видишь? Сейчас вижу. Вроде кто-то хотел рассказать Леле про теплицу. За и против. Подскажите, пожалуйста, кто знает об этом вопросе. Так, Хадижа Алиева. Хадижа Алиева тоже моя подписчица, которая постоянно мне пишет хорошие комментарии. Спасибо тебе большое, Хадижа. Лейла, машаллах, вы хорошо выглядите. Спасибо. Ириска Крапка. Вы будете против, если, например, ваш сын выберет себе в жены не мусульманку, русскую или другой национальности, но не мусульманку, или это для вас не имеет значения? Так, молодец, улыбайся почаще. Да, я улыбалась бы с удовольствием. Но у меня проблемы с зубами, как говорится. И не улыбнешься, если даже захочешь. Так. Так, против ли я мусульманки? Ну, категорически, не мусульманки, категорически против сказать не могу, но скажу честно, не буду врать. Не хотела бы, чтобы он женился на не мусульманке. А там уж как судьба сложится, не знаю. Вы меня, конечно, извините, но все-таки хотелось бы, чтобы он женился на мусульманке. Добрый вечер, Лила, привет из Германии. Хотела спросить у вас, на свадьбах обходится без жениха? И правда, что невеста перед свадьбой 3 дня не должна кушать? Ой, нет, это неправда. А то, что без жениха обходится, да. На свадьбах у нас не бывает жениха ни на своей свадьбе, ни на свадьбе девушки, как говорится. Он бывает у соседей сидит обычно, со своими друзьями, со своими родственниками, ну, с парнями. У них типа мальчишника получается. И на свадьбе он не бывает. А то, что девочке нельзя кушать, это неправда. Не то, что за 3 дня, она даже в этот день ест. Это неправда. Варвара Дружинина. Лейла, добрый вечер. Мягкие интонации указывают на то, что вы добрый человек. Здоровья вам. Человек должен знать свои корни. Смешанные браки Всевышний решит. Да. Ну, если судьба, если он, конечно, например, мой сын не сможет без нее, я препятствовать не буду. Но желательно бы просто, чтобы он был, чтобы она была и мусульманка, и по идее, чтобы она была именно вот нашей нации. Мне бы так хотелось, но не категорически. Каждый решает сам. Просто у нас очень мало таких, и просто, ну, не хотелось бы, чтобы именно вот даже осуждали моих детей. Так, Надежда Курышева. А где невеста находится на свадьбе, когда ее привезут в дом жениха?
в доме жениха на свадьбе она стоит в углу почти целый день. Ну, сейчас уже не целый день. Расскажите, пожалуйста, Оксана Май, когда детям пора жениться, у вас родители принимают участие в выборе мужа, жены, подбирают пару, советуют, или дети никого не спрашивают? Ну, если у детей нет, например, то уже приходится искать матери с отцом. Но если у них есть такая какая-то партия, конечно, ну, не детей, обычно спрашивают парня, у тебя есть там на примете девушка? Если он говорит, что есть, ну, он говорит это не родителям, конечно, говорит брату, сестре, там, племяннику, кому-то, но не в лоб своим родителям, то уже вот так вот. Ну, а девушку редко кто спрашивает, если у тебя парень, до того, как кто-то к ней не засватается. И вот поэтому участие вот так. Например, мой старший сын, когда мы хотели его женить, у него не было девушки, он не общался ни с кем. К сожалению, невесту нашла ему я, знала я ее я, познакомилась с ним я, но вот и не ужились они все равно. Так что уже неизвестно, что и как лучше. Лучше сами они найдут друг другу половинку или им посоветует кто-то. Сейчас все перевернулось. Так, Марина Астахина. Лейла, вы правы, с работы сейчас плохо, особенно в пандемии вообще тяжело. Завтра вводится обязательный масочный режим. Будет жестко штрафовать, если до сих пор как-то помягче было, не всегда штраф. Да, очень хотелось ваши рецепты соления еще. Но еще зеленые помидоры, скорее всего, будут. Так, Юра Филипенко, по-моему, да. Мы вчера смотрели вечером чеченские свадьбы, понравились, но не могли понять, где жених. Жениха не бывают на свадьбах. Да, ну это и получается мальчишник. Потому что там практически, ну, там подогревают еду, может обслужить девушка. В основном они сами, девочки. Бывают пацаны сами отдельно. И жених уже приходит только уже поздно вечером домой, когда вот все гости разошлись. Сейчас, конечно, не так, но раньше, вот, даже вот, как сказать раньше, например, в мои времена сын, ну, например, даже перед родителями не появлялся, прятался от своего отца и матери первые 2-3 дня хотя бы. Ну, а сейчас это уже как-то упустили. Устраивает свидание вслепую. Ну да, спасибо за ответ. Мы родом из Казахстана. Юрий Филипенко. Да. Интересно, соление зелеными помидорами. Будем ждать. Скажите, вы по профессии повар? Ну, профессии я не училась этому, просто профессии домохозяйки, получается, повар. Здравствуйте, еле успела. Спасибо вам, Лариса Буня. Это тоже моя подписчица, которая всегда мне пишет комментарии. Мне просто приятно вас слушать. Спасибо большое, Лариса. Так, мама замечательных деток. Добрый вечер. Вы такая приятная женщина. Спасибо вам большое. Спасибо. Поваром просто я работала 3 года. Ну, просто так, без образования. Так, Хадижа Лейла, вам не только не мусульманка, а именно ингушка, чеченка нужна, невестка и помощница, старший сын и старшая невестка, это опора ваша. Иншаллах, все будет хорошо, амин. Ну да, надеюсь. На кухне с Маликой бывает жених на свадьбе, но не на виду, с друзьями в отдельной комнате. Ну, я бы не сказала, что в отдельной комнате. Обычно жениха во дворе не бывает. По крайней мере, я не видела. Обычно у соседей всегда. У жениха мальчишник во время свадьбы. Ну это не мальчишник, просто тут накрывается тот же стол, и они отдельно, пацаны, там, друзья, родственники сидят вместе. Татьяна Ануфьева, я всегда с вами, просто я молчаливый зритель. Спасибо, Татьяна. Так, женщина с претензией. Ассаламу алейкум, дорогая. Добрый вечер, Хадижа, алейкум ассалам. Спасибо, что зашла на огонек, как говорится. Как там у тебя ремонт идет? Так, Актаси, да? Мы после ваших просмотров вкусняшек сразу бежим готовить и всегда ждем ваших рецептов. Спасибо большое.
Я даже не знаю, сегодня думаю, что им показать, чтобы снять, чтобы вот приготовить даже для себя, приготовить что-то, но показать, чтобы было интересно. Но даже не знаю, этих рецептов столько, думаю, еще скажут, это все мы знаем. Так что даже в этом уже начала сомневаться, если честно. Так, женщина с претензией, обои купила, завтра начну. Ну, молодец, Хадишка. Вот обои клеить не умею. Мне тоже надо в одну комнату поклеить обои, но не пока. Так, на кухне с Маликой приветствует Хадижу. Равза Абдурашитова, спасибо за рецепт халвы. Спасибо. Приезжай, научу. Наша звезда появилась. Так, Оксана Май, обсуждали ли вы со своими детьми их семейную жизнь? Были ли у вас такие откровенные доверительные беседы? Так, Эсет Ингушка Седик Хел Халила, и всем добрый вечер. Лила, как вы, как мама? Шанхел Седик Эсет, добрый вечер. Алхамдулилла, нормально. И мама нормально, и я нормально. По крайней мере, у мамы эти 3 дня давления нет. Но все-таки на ночь ноги опухают опять у нее что-то, не знаю. Подложила подушку под ее ноги, чтобы она хотя бы чуть-чуть с приподнятыми ногами лежала. Женщины с претензией. Спасибо, девочки, вам всем, кто меня заметил. Всех вижу, любимчики мои. Хадижа, у меня твои подписчики самые преданные, получаются, да? Так, а мы не знаем, учимся с сестрами, пытаемся научиться и накормить наших мужей. Спасибо вам за ваши рецепты. Пожалуйста. Эсит Ингушка, это хорошо, да, Маша Улдересхо. Так. Хадижа, мне вообще-то надо было вот, хоть я и не умею, но приехать и подсобничать тебе так, эти клеить обои. Вот я вот прогадала, вот мне надо было приехать тебе завтра, но не получится. Так, приняты ли у нас откровенные беседы? Ну, не очень-то приняты, конечно, но все-таки бывает. Можно немножко поговорить об этом тоже. Ну, с отцами обычно не говорят, ну, так девочки иногда вот с мамами о чем-то могут еще поговорить, но в основном не принято. Обычно там с сестрами, с младшими, со старшими такие разговоры ведутся. Так, Хадишка, привет, обожаю эту женщину. Женщина, привет всем, девочки. Я не люблю так носить платки. Мне муж разрешает не носить дома платок. Марина Сафилила, я тоже домохозяйка. Домохозяйка должна быть и поваром, и портнихой, и врачом, уборщицей, и дизайнером, ну и психологом, чтобы уметь совет детям дать, пожалеть и успокоить. Да, Марина, в принципе, обычно домохозяйку не считают ее работу и за работу, и за профессию. Но это огромный труд, огромная профессия в действительности быть мамой, быть домохозяйкой, быть поваром, быть всем. Все-таки это очень сложно по-любому. Особенно если много детей. У каждого свой характер, каждому нужен подход. И надо постараться, чтобы они выросли людьми. Где-то приласкать, где-то вот как я сейчас Ибрашку сегодня потрунить. Ну, на Ибрашке, где сядешь, там и слезешь. Моментально забывают, что его там наказали или еще что-то. Так. А вы знаете, а я не могу без платка. Ну, правда, вот так вот повязано, я дома не хожу. Я его завязываю сзади, но без косынки не хожу, хотя я могу и ходить. Посчитали, если достойно оплатить все функции домохозяйки, то вышло 97 тысяч по зарплате. Не говорите, Хадишка. И то мало. Нет, я на кухне с Маликой спрашиваю, Лила, башни сами сделали? Если да, подскажите, пожалуйста, чем клеили. Нет, я их не делала, мне их подарили, у нас их делает такой умерец в селе, я уже 3-4 раз, по-моему, говорю.
Так, далее. Деца Хадиж Милдик Зудю. Да. Хадижа очень хорошая. Мне бы 97 хватило. Да мне бы тоже хотела, Хадишка хватило, но мне некому их заплатить. Юлия Россия. Смотрела Хадижу, видела, что пришла, что у Лейлы эфир, побежала смотреть. Позже досмотрю видео. Ну, конечно, ежемесячно. Одноразовые 97 тысяч раз бы нам с тобой помогли бы, Хадижа. Вы знаете, сейчас будет, может быть, подумает кто-то, что я лицемерию, но Хадижа действительно просто человек с большой буквы. В любое время, вот как я начала свое блогерство с Хадижей. И, как бы вам сказать, совета Хадижи. Первое, я спросила ее, что и как. Ну, у меня было несколько роликов снятых, но и просто в подписках были свои знакомые, ну, родственники. Я первая обратилась к ней, первой к блогеру, получается, что и как. Она посмотрела на мой ролик, сказала, что вроде бы ничего. И посоветовала мне, дала кое-какие советы, сделала мне рекламу. От ее рекламы у меня были первые подписчики. И потом мы еще у нее брали, ну, и были в конкурсе, были спонсорами, тоже были подписчики. И потом мы сейчас вот до сих пор с Хадижей, и вот я уже говорила, с девочками в группе в WhatsApp все время общаемся, все время обсуждаем что-то. Но даже без группы в любое время, я могу сказать просто про себя, но и то же самое могу сказать все наши девочки, я могу к ней обратиться, и в любое время она мне дает такой дельный совет. Ну, и именно чисто даже, ну, просто по блогерству. Так что, Хадижа, большое тебе спасибо. Я уже говорю тебе это на весь мир, как получается. Я тебе это и лично говорила, и в группе говорила, а теперь вот на все обозрение. Хадижа Алиева, поэтому мы подписались и любим Хадижу. Да. Светлана Кушнир, уважаемая Лила, у вас есть основные обязательные национальные блюда на праздники. Так, сейчас расскажу. Оксана Майя, расскажите, многие ли у вас в округе держат хозяйство, коров, птицу и так далее? В последнее время немногие. Раньше, конечно, это было практически в каждом дворе, а сейчас нет. Юлия Васильевична, я пришла к вам от Хадижи. Я же говорю, у меня очень-очень много моих подписчиков именно от Хадижи. Так, Лидия Колтунова, добрый вечер. Недавно на вашем канале пришла от Кисы Чечня. Вы мне нравитесь, спокойная, мудрая. Всех вам благ. Спасибо большое. Да, недавно была у меня реклама и у Кисы. Так, хозяйство, да? На праздники блюда. Ну, сейчас как-то нет, не обязательно национальное. Единственное, что вот обязательно у нас должно быть вареное мясо. Баранина или баранина и говядина. Ну, по крайней мере, хотя бы говядина. А так остальное уже не национальных блюд, по идее, нет даже на столах. Нет ни этих, ни чапельков, ни этой халвы на свадьбах. Халву делают обычно на похороны, чапельки тоже, ну, лепешки делают тоже на похороны. На свадьбах этого нету. Единственное, что обязательно нужно, чтобы было мясо. Мясо и бульон. Да, Хадижа, мясо на все случаи жизни. Не говори. Так. Мама замечательных деток. Сколько лет Ибрашке? 18 в сентябре исполнилось. Адам Гуража. А мне посоветовала вас быстро, вкусно от Хадижи. Да, быстро, вкусно от Хадижи. Девочки, друзья, это тоже Ингушка-блогер наша, но она готовит. У нее кулинарный влог. Если что, заходите к ней. Так, Юра Филипенко. А галушки с чесноком – это повседневное блюдо? Мясо давай, мама замечательная. А я от Рукии, наверное. Да, я и у Рукии была в конкурсе. Значит, вы от Рукии. Ну, я у многих, друзья, чтобы меня узнали, чтобы немного продвинуться, все-таки у многих рекламировалась. Так, галушки с чесноком. Ну, считайте, да, повседневное блюдо. Мы его часто готовим, оно не такое, не праздничное блюдо. По-любому в неделю один раз, по крайней мере, оно бывает у нас, если не чаще. И
Раньше, конечно, были галушки, все на свадьбах, но их очень давно не делают на свадьбах. Вот на Маулид, на что-то такое уже, да, вот когда меньше людей собираются, делают. А так, считайте, оно не праздничное. А бирх, как же без него? Проснулась Мадина, да? Бирх — это подлива картофельная, да, это тоже у нас обязательный атрибут на свадьбе. С мясом обязательно должна быть картофельная подлива, но это у нас у ингушей, по-моему, у чеченцев не обязательно. Как там, Аишка? Ириска Крапка, а я ни от кого. Ваш канал просто был у меня в рекомендациях. Это уже говорит о том, что ваша популярность набирает оборот в сети. Спасибо, Ириска Крапка. Не знаю, как вас зовут, конечно. Руслана, Лейла, у вас есть на канале «Как мясо тушить»? Нет, я не снимала. Ленка Бокова, добрый вечер, Лейла, и всем, кто в эфире. Я тоже пришла к Лейле от женщины с претензией и не жалею. Желаю, Лейла, тебе продвигаться в своей блогерской работе. Спасибо, Ленка. Так, Марина Астафьева. Все, подписались на женщину с претензией. Очень хочется посмотреть. Лейла сделала хорошую рекламу. Я думала, все подписаны под Хадижу. Закончится стрим, буду смотреть видео. Так что, Хадижа, имей в виду, я тебе тоже рекламу сделала. Далее, Хадижа, у меня компаньон зависал с твоим появлением. Все, комп, наверное, да? Все утряслось. Ириска Крапка, меня зовут Ира. Хорошо, Ира, буду вас Ирой звать. Мадина Индива, у меня связи нет. Так, балуются, как обычно. Мадина Индива, это моя младшая дочь вышла на связь. Так, старшая что-то не выходит на связь. Ибрашка, предупреди ее, что она всегда говорит, чтобы я ей говорила. Хотя я ей говорила, вроде бы напомнила. Хотя уже и закрываться пора, по-моему, да? Ну, еще минут 10-20 побудем, друзья, вместе, и потом, наверное, попрощаемся с вами. Когда я веду прямые эфиры, я никак не могу закрыть его, потому что мне бывает с вами очень интересно. Тот эфир был все-таки более такой, было людей больше, сейчас нас меньше, продуктивнее. У вас принято часто пить вино? Есть ли у людей проблемы с алкоголизмом? У нас вообще, по идее, не принято пить ни вино, ни водку. Проблема с алкоголизмом кое-какая есть. Светлана Кушнир, я тоже ни от кого, рекомендация от Ютуба. Спасибо, Светлана. Так, она мне как раз звонит на кухне с Маликой. Я так поняла, рекламу надо у Хадижи заказать. Почти все от Хадижи, в том числе и я. Да, от Хадижи, я же говорю, от Хадижи у меня пришло очень много подписчиков. Вообще по религии у нас же вообще нельзя пить ни вино, ни водку, ничего такого спиртного, но исключения есть. Хотя сейчас идет все к лучшему, намного меньше людей, которые пьют. Не то, что намного, а очень уже практически не пьют, но все-таки встречаются. Так, Марина Астафьева, спасибо за стрим, всему чату до встречи, всем всего хорошего. Спасибо, Марина, что были со мной, спасибо вам большое. Так, Ирина, я из Украины, очень красивого исторического города Львова, на границе с Польшей. Да, Львов. Красиво. Вообще на Украине города красивые, конечно. Так, Ирина, очень нравится у вас на канале, очень душевно. Спасибо, Ирина. Так, Юрия Филипенко, а мы Хадижу не знаем, пришли от Юлии, если не ошибаюсь. Ага, ну тогда идите к Хадиже тоже. Да, с Юлей, Юлькины мечты вы имеете в виду канал? Мы с ней тоже сделали друг другу рекламу. Я ей, она мне. Так, Жанна Висалила. А есть у молодежи проблемы с наркотиками? К
сожалению, да, есть. Доброе, ассаламу алейкум, почему ваш деверь живет с вами? Так, Юра Филипенко, да, верно. Да, мы друг другу с Юлей сделали, ну, у нас так это называется, коллаборация. Она меня прорекламировала, я ее, чтобы ее подписчики узнали меня, а мои подписчики узнали ее. А так, Руслана, я тоже из Волжской области, недалеко от Польши. Видите? Так, дети, отмазки одышкой у меня выносите на улице их. Далее, так, вы знаете, я настолько редко куда-то выхожу, что мне маски практически не нужны. Но они меня тоже раздражают, если честно. На кухне с Маликой. Всем всего хорошего. У меня дела. Заходите и ко мне на канал. Буду очень рада. Хорошо, Малика, спасибо. Зайдем. Хотя я под тебя подписалась. Далее у нас штраф 40 евро. Ну, насчет штрафов не знаю, как будет сейчас. Ну, раньше, вот когда весной был этот карантин, нас не штрафовали, и практически очень мало было людей, конечно, в масках. Но я по рекомендации своего сына мало и тогда выходила, и сейчас мало выхожу. Он меня даже на свадьбу и на похороны не пускал. Меня это, конечно, немножко раздражало. Далее Германии. В Германии, да. Не знаю, насколько жестко будет сейчас, посмотрим. Но в масках бывало у нас и раньше мало людей, и сейчас тоже очень мало в масках ходят. А я, как сказала, я очень редко выхожу. Очень редко куда-то хожу. В магазин у меня все время Ибрагим бегает, если что-то надо купить. Хадиджа Алиева, у нас штраф 5000. Единственное, что я вот утром рано на рынок езжу и все. Так, Ирина, у меня сейчас родители болеют короной, так что берегите себя. У меня мама переболела. Равза Абдурашитова. Чтобы не было отеков ног, моей маме посоветовали, назначил доктор мочегонные, и все прошло. Да, мы принимаем мочегонные, но постоянно поить их мочегонным тоже мне не хочется. Новая волна у нас, много больных. Да, у нас тоже, говорят, больница переполнена. У меня сестра работает тоже в больнице. Говорит, все отделения уже переполнены. Так. Ну, насчет, да, вот мочегонные. У нее столько много препаратов она в день принимает, что мне не хочется постоянно ее пичкать, поэтому вот несколько дней не давала мочегонные, и опять ноги оттекают. Она уже, посчитайте, 3 месяца практически все время на этих препаратах. И поэтому не хотела ей давать их, но приходится. У нее проблемы с сердцем, и раньше были проблемы с сердцем до коронавируса, но переболела вирусом, слишком большая нагрузка для нее на сердце еще, и практически без таблеток она не может. И поэтому я стараюсь хотя бы вот мочегонные не всегда, не каждый день ей давать. Вот 3 дня не давала, уже сегодня немножко отекли ноги. Но на ночь не стала сегодня тоже таблетку давать, потому что она и так плохо спит, а потом еще мочегонная. Если на ночь ей дать, она все время будет вставать. Поэтому завтра утром ей дам мочегонную. А так положила подушку повыше, чтобы ноги поднять. Под ноги положила подушку. Вот так вот. 86 лет она перенесла коронавирус. Вот я ответила тебе далее, дед, сколько ей? 86 лет. В ноябре будет 87. Да, Эндали. Если даст Аллах. Конечно, ослабла. Мама моя была такая, знаете, боевая женщина всю жизнь. Но сейчас ослабла.
Так, Роза Абдурашитова, у моей мамы тоже сердце, 2 инфаркта было, а теперь сердечная недостаточность, маме 78 лет. Но инфарктов у мамы не было, но вот сколько я себя помню, у мамы больное сердце, по-моему, у нее ревматизм сердца, диагноз такой. А сейчас это вообще... Да, вот поэтому я боюсь мочегоны ей много давать. Ну, хотя и врач рекомендовал, когда пришла, она увидела, что у нее так отекшие ноги, сказала, чтобы мы ей давали мочегонные таблетки. Но я знаю, что это нехорошо, и поэтому стараюсь их не так часто ей давать. Да, Маршал, Илья, спасибо. Жанна Саидова. Нужно делать лимфодренажный массаж ног. Поищите в ютубе, хорошо помогает. Спасибо, посмотрю обязательно. Хадижа Алиева, дай Аллах здоровья маме. Амин. Диарясхол, амин. Спасибо, Хадижа. Не знаю, я как раз про маму тот раз недавно вам хотела что-то сказать и забыла, сейчас повторюсь. Я хочу, чтобы мама рассказала, как депортацию, как она была в депортации, как она там, как они там жили в Казахстане, что такое, стоит или не стоит, или это тоже политика, я даже боюсь. Она очень интересно рассказывает, мои дети прям тут слушают всегда ее внимательно. Ее рассказ, она была ребенком, конечно, но вот рассказывает, что и как. И может снять такой ролик. Она очень хорошо у меня говорит на русском языке тоже, может нормально объяснить и рассказать. Так далее. Бедные старики, плохое время для них. Да. У вас есть код, да. Так далее, да, стоит. Ну, попробуем. Я ей не говорила, правда, я попробую. Так, Мария Бакан. Если пить постоянно мочегоны, организм резко теряет магний и калий. Это очень плохо для сердца. Отеки еще могут быть от тромбоэмболии. Надо сделать КТ на тромбы. Вот на тромбы КТ мы ей не делали, если честно. Екатерина Андрюхова, Лейла, здравствуйте, как ваше отчество? Смотрю вас в Германии, очень вам сочувствую. Очень нравится ваша правильная чистая речь. Сейчас это редкость, спасибо. Да не надо меня по отчеству. Хватит так, Лейла. Отчество у меня очень сложное, так что лучше даже вам не говорить. Юлия, Россия, Лейла, я правильно поняла, что деться это обращение с старшим, как у русских, на вы. Да, да, ну деться это тетя, перевод тетя. Но у нас вот так вот обращаются к старшей женщине деться, к старшему мужчине готи. Вот такой, да, уважительно. У нас нет слова «вы» в нашей речи, ни у ингушей, ни у чеченцев. На «вы» мы не обращаемся. А вот именно дети, вот и это считается, что вот так вот таким вот образом уважение к старшим. Ирина, очень бы хотелось послушать рассказы вашей мамы, ведь старшие люди очень интересно умеют делиться своей жизнью, да. Лейла, так, Людмила Размачева. Лейла, это наша история, мы ее должны знать. Так, далее мы всей семьей будем смотреть, будем ждать истории. Так, покажите кошку сейчас, пожалуйста. Где наш моська? Так, Насима. Добрый вечер. Лейла, расскажите, что вы любите готовить, ваше любимое блюдо. Что я люблю готовить? Не знаю, да, в принципе, я все люблю готовить. Лишь бы были продукты, а приготовить не сложно. Я очень люблю рыбу сама. И готовить люблю рыбу. Что я еще люблю? Ну, все. В принципе, все люблю готовить, лишь бы было что приготовить. Из чего, вернее, приготовить. А мама действительно, когда еще поменьше были мои дети, очень любили, вот как она рассказывает разные свои истории, особенно вот о депортации, как там, как они жили, как они выживали, как все. Они прям заслушивали всегда ее. Руслана Загирна, Лера, следующий стрим с мамой. Ну, не знаю, стрим не обещаю, девочки, она не может долго так сидеть, но посмотрим. Добрый вечер, Лера, расскажи, что это так, это я уже почитала.
Ну, посмотрим, маму надо подготовить. Мама еще точно не знает, что я делаю. Ну, знает, что я снимаю, знает, что это моя работа, но еще не вникла, что и как. Юлия, Россия, моську в студию. Да, вот когда я только садилась перед эфиром, сделала намаз, она обычно мне, вот только я стану на этот коврик, садится впереди меня и не дает мне нормально сделать намаз. Вот кружилась рядом, вернее, кружился кот. Но, видимо, ушел на улицу, не знаю. Так, как у вас самостоятельно молиться обязательно или ходить в мечеть каждую неделю? У нас именно в Ингушетии женщины в мечеть не ходят, молятся дома. А мужчинам желательно. Так, моська в эфире. И на скатерть белую пошел. Ну, давай, тебя видно? Уже его видно. Сейчас на клавиатуру. А мужчина в пятницу обязательно, это обязательно должны быть в мечети. А так, если у них есть возможность, то и остальные дни тоже желательно бы делать намазы в мечети. Так, от депортации все национальности пострадали. Всех коснулась эта беда. Да. А ну давай. Давай. Вот так. Это у нас приветствие. На. Вот так. Вот так. Ну все. Твой выход закончен. Беги. Тигр. Да, мы его закормили уже. Сандра. Какой красивый. Вообще-то он некрасивый, конечно, но мы его все любим очень. Некрасивый? Да. Клиника «Здоровое поколение» делают дренажный массаж, и недорого. Моя дочка там работает. Если что, дочка запишет вас. И она ревматолога. Привезите. Я дочке позвоню, осмотреть и назначить. Хорошо. Так, Ирина, извините. Так, muшу удалиться. Хорошего вечера. Досмотрю уже в сохраненном виде. Да уже мы тоже 2 часа в эфире. Наверное, друзья, будем закругляться. Будем потихонечку прощаться. Все, Моська улегся. Да, он у нас такой, свою территорию всегда защищает. Так. Далее, Жижи Галныш Брашка, видать, любит. Да. Так, Марина Березина, здравствуйте. Вы тоже в масках ходите в общественных местах? Лично я вообще-то очень мало бываю в общественных местах, так что пока еще не ходила в маске. У меня даже выхода не было, ну, после того, сейчас, что карантин. А так уже потихонечку начинают у нас маски носить, но очень редко пока. Так, спасибо, что показали. Вы милая женщина. Счастья вам, спасибо. Нельзя уже заходить без маски. Без маски нельзя уже заходить. Уже нельзя без маски заходить, да? Сегодня было. Ты был? Корона нельзя заходить без маски. В смысле? Торговый центр корона нельзя. Нельзя было, да? А в колледже? В колледже можно. Можно было, да, видишь? В магазине говорят нельзя, говорить нельзя было в магазин заходить. Так, друзья, ну давайте прощаться, наверное. Спасибо вам огромное, что были со мной, что и комментарии хорошие пишите. Так, Фаина. Здравствуйте, мои дорогие, как мне нравится ваше видео. Спасибо большое. Спасибо. Фаина тоже постоянная моя подписчица, которая пишет комментарии. Просто людей, которые пишут комментарии, больше знаешь, а также, наверное, многие смотрят.
и, как я, не любят писать комментарии. Так, Ирина Митина. Всего наилучшего, доброго здоровья, всех благ и благополучия вам, процветания вашему каналу. Спасибо большое. Марина Березина, счастья, здоровья всем. Спасибо огромное всем. Всем тоже здоровья, счастья и всего-всего, что вы желаете себе. Так, Юлия Россия. Ибрагим любит очень сильно сметану и варенье. Вот именно. Ибрагим еще был маленьким, когда его спросили, что ты любишь? Он говорит, сметану. Я за сметану могу даже убить. Это было ему там 5-6 лет, наверное. Светлана Кушнир, ждем ваших новых видео. Спасибо, будут видео, наверное, я надеюсь. Мне обязательно надо снять капусту со свеклой и для себя ее приготовить. Я ее не готовила, призналась, но вот хочу приготовить. Хадижа Алиева, Ибрашки, тоже салам от нас. Берегите свою маму и бабушку. Спокойной ночи. Спасибо, Хадижа, вам тоже спокойной ночи. Так, по-моему, он недавно дрался. Уши все в болячках. Ну все, наверное, будем закрывать. Да, конечно, какие-нибудь видео с кулинарными рецептами. Хорошо, попробуем что-то приготовить. Просто эти 3 дня я пролентяйничала, еще такого нормального не делала. Влада, я стараюсь комментировать по возможности. Да ничего, ничего, если не получается, ничего страшного. Лишь бы были подписки, как говорится. У меня очень много просмотров идут без подписок. Люди просто заходят, просматривают, но не подписываются. А писать я сама по себе тоже не очень-то люблю комментарии писать. Белла Шабанова, Лейла, как здоровье? Вот Белла Шабанова пишет мне всегда комментарии. Даже иногда под одним роликом можете 2-3 комментария написать. Спасибо большое, Белла. Спасибо. Ну, эти 2-3 дня маме так, ничего, нормально. Более-менее нормально. В обед, правда, не поела супчик, мясо не поела. А вот вечером точно не могу сказать, потому что я поставила ей кушать в своей комнате и пришла на эфир. И вот что она поела, не могу точно сказать. Суп поела она на обед, а вот уточка была вареная с домашней лапшой, я ей приготовила. Она не ест картошку у меня, друзья, поэтому для Ибрашки было приготовлено дулхалтом. А ей я сделала просто супчик с домашней лапшой. Ну, на весь супчик кинула пол картошечки. Ну, суп она съела, а вот уточку не поела, мясо уточки не поела. Так, далее крепко подписано. Спасибо, далее светлокушных, сладких, спокойных снов. Всем вам, друзья, спокойных снов, сладких снов, всех благ вам, всего-всего хорошего, праведных снов вам всем. Чтобы были все здоровы и счастливы, и чтобы этот коронавирус у нас закончился, чтобы вообще о нем у нас не вспоминали нигде. Если честно, уже все нервы этот вирус потратил наши. Если начнется вирус, опять у меня мальчики на выезде, приехать не смогут. И по идее у них и работа прекращается, им сложно будет. Но московскому-то нет, а вот у меня в Ханты-Мансийске старший сын. Хотели приехать они к ноябрю, наверное. Вот не знаю, что если там сейчас ужесточат это все, вряд ли он сможет приехать. Так что все время переживаешь. Просила его, очень просила, чтобы он не уезжал, но он все-таки поехал. Сначала поехали в Самару, потом уже в Ханты-Мансийск. В Самаре у них тоже не сложилось, почти ничего не заработали. Да и сейчас, по-моему, ничего такого не зарабатывают. Так, ну ладно, друзья. Спокойной вам ночи. Еще раз большое вам спасибо, огромное спасибо. Всем праведных снов. И если вдруг что не так я сказала, вы меня извините. Я вас всех люблю. Вот как-то так.